чеченцев, атеистов, язычников и оправдывая этого шейха, имама Шафии. С чего вдруг он решил в эту тему вписаться и отстаивать ислам? Ты про Муцураева? Да, я про Муцураева. Чего ты оставил ислам? Что? Отстаивает ислам, Баас. С чего вдруг он решил... Отстаивает, ба. Ну, Да, знаешь, он... чувак попал не в то время, может, не в то час, не в то течение. Песни у него все равно были прикольные. Должны, надо отдать. Не все, может быть, но какие-то прикольные. Газует. Короче, Австрии, но Германии, но горят северные. Еще цигаязен европейские страны, скандинавские, говоришь, Великобритании, но приостановить на процесс политического убежища на граждан Сирии. Ага, короче, потихоньку уже на хаузе. Да, Франция из список ЮА и Силерсона. Ну, у них, в принципе, целый сене статус временный эрте, потому что ситуация, он как бы внутренним конфликтом считается. Уэйер как бы де юра свою личная собственность Русини дала, Уэй все равно приезжал рассматривать две штуки. Да, в этом плане воля должна быть. Ну, Юрий Жорбубов, что свои разные статьи, аж нет, Юрий Жорбубов, по Борду уже. Modern diye напьють Трампа, цар Европе на политическое убежище юршхелил статус яхтинс на то. Ничего, сунам Тесла, машо, он ходила ему. Daia liesa, что машу Тесла, Daia кружок еще, удара интернет, маигушу. С Богом, и курч бацигер, вот и те зацепиться, да, то было так граждане Сирии был арбой бац, вот це уже от паузи такого. И Турция da schon BG schon изходила, но шорт адам юда, ну, да, дърцигер, гойчцер. Оказывается, он согласен на территории Турции беженщик. Мне кажется, и основной иракцы, сахаричанцы, как бы авиации давить не получится, то есть народ по-любому так, ну, кахабяхкаш уже против народа там не пойдешь. То есть, возможно, есть у них шанс. Да, цунах. Национально-освободительный ранкши в этих рамках подготовились. Они вполне могут восстановиться. Чая болтер, потенциал становиться государства. Проблемы от поддержки поначалу. И просто будулайчество. И если это перейдет опять в разряд будулайчества, то все уже начинается.
Тесла ешеря статья, он это ссылка. Когда ты прислал? Inte цахажи. Vai abiem šo divu daļu darbu, nu, mums jāsāk doing. Гляну сейчас. فاتحة. محمود الفاتحة غريب سعر ولك يعلم بوجه. هذا الفاتحة بحرمة سورة الفاتحة. Еще несколько часов назад Я не чую йоги, бля. Йога как минимум 15-20 фуерсейс. Коллег Чуболчин, членов их вот этого группы. И групп захвата мелкими группами, да, просачиваться до царя. И последователь Шпуршуизма, йо. Ушмел Эхтюсон и Будулайчество, аккуратно. Карзая, хренش члены, в тех охватен лела, да? Просто это как плюнуть. مش يدون هم على معلوش وهذا الوزير هم Молдавии, любой Приднестровье, любой человек хавох шорез, но неожиданно. Умца эларцу. Короче, шахада да личан, мекшушен бах. Ахтешчи исчи, буди хумилшкош, алависчи. Иш хахач сега уже таблит того, свободнее шуняден, короче. Сумца ишет цадуич вош. Самуат идица, вайгар пачал, хамаехтен хуняден. Вахбиш, буй суфиш, буй тюан, на этой теме. Полностью государство лишь видно, но мы интел шейтна, что хуняден, агдул менги калар, халде абиз шейтик, санна, ваг окти турбат. Кисан любой хумпоси, короче, маломальский царь, хавай луе бош. Лечтор, ринца, короче, что шахада, пеличан. Туда еще. يشتي رزنيات قتيجي رزنيات شهادة دالي شاني دا نوخشي غلدا إتر نينا إذا دو يوه قطعة دو تولي رشتا يزيش فناخ مجاج سيري حياقن بو عودلنا بو شهادة مش يزوق أبوشا يشي كرتش تيم ويل هنتي يتيا شتات гуру ба Я имею в виду, не будет Украины, царь Сирии прячется. да Повторно эти бомбштурмы. любой Да, человек хамел, да. Ататürk'ü сурт бухе вахе эндат хамел дешул войд исламского мира уахе да точно цинсан мяк ду ухан яшин сурт хаусе юхе да иш духаке Trigger bošen mikrofons augš, netulniek šuška. Да, видимо, цахук что там. Тесла, Гириан, насчет беженцев, что, Да, низшая статья. Низшая оделся то, что несколько европейских стран тоже последовали примеру больше. كان Чин оделся то, что Англия и европейские, так что страны шахи. Для сирийцев Азуль сворачивает. Да. и села несем Но-
со стороны Турции, да, По- и колонны шерхты чуешь на Хачубова. Это те, кто Поэтому это больше, да, Тесла на турецко-западный сценарий как бы подходит. Потому что если это турецко-русский, как бы Запад не в курсе, значит, ты сурбаться. не, они это просто рады избавиться от этих орд русских и латцах, и лат. Тут как бы асада больше нет. Пусть едут домой. И что, то есть это не обязательно показатель. Не, ждабалы yok причины цены, о, диктат как раз вы. Да, ну, сейчас дам мабати. Из Европы, я думаю, вернуться, ну, 10% максимум. А вот из других стран, там, из Египта, из Ливана, из Турции, конечно, все поедут домой. Турция, Турция где-то 3-4 миллиона, да, халгу için Melbusa, son сисар сём кшерта, гоич, тебя, колонны сейчас, имдер, адедер, колонны, хочу его, да, со стороны Турции, гоичса. Ну, из Европы бабье зарбу, как бы по собственному желанию, Амабахар 10% бехербать, но по несобственному желанию бабье зарбу. Потому أسعد что إبراهيم بيحكم أسعد أفتبار جيريشون معوزن مش ينشرتون شو دهايتين Değer, kiraliş, tilyak boks, barıştı gada, Да и я yok спойлерил с Феррари F40 элитен насон классический моей жолеза. hayır, tilyak boks, barıştı, o, tamam, adeşi oldu. Жил, шука, диктатор, сейчас вагошный, мацалляш, адамдуш, да, то есть чай, вы, аж мобаешь, его тут кайду, бакаешь будет, ба, иш букаш, я лукцеешь, вот бахма, да, ценз, разный на кадьяч, да, дух на, уэлевым духа, мада, царь, И крупные депортации есть. Хотя бы один пример можешь, Иван, привести? По-моему, не было еще. Шегва, Да. Ну, чтоб ну с вот этими боснийцы, вот, Церцил Мадуиз уже, там же есть претендент. В смысле, иш миллион людей, да. иш табагайтыр, царь, багайтыр, бля. Да, Хагула бен. Сигар и уже том набережен чулташ, как бы им уже нечего здесь делать. Ну, имеется в виду, там некоторые гражданство туда-сюда, кто нормально устроились, они, конечно, уже варианты от сердца. А так у всех остальных лишь это мерзит. Ну, нет, конечно, политически убежище, будет Сирия примерно, по закону они могут их отправить, все уже, им ничего не грозит, понимаешь, и что это. Tesla Windrush Generation Box, это понятие он бац Джамайкер соğukları Jamaica bölgesi согласоваться стратегия, что должность Британии, даже гражданство шелошта, да, даежинцги у меня шеец на родину. Один вопрос был. По итогу, куда этот Асад приземлился со своим самолетом, известно? Москва убрал. Москва, вырезом 100%, да. Операция прикрытия Хайлабаса. Что типа его сбили. А почему эти обезьяны свои Л-39 не подняли и на перехват не пошли? Или Турция со своими самолетами не перехватила его? Газ каким он, да, и Как сейчас может дойду, перехватывать? газ каким он, да, вы. Это же ответ его, знаешь, сразу. Состояние военной режима. Ал жүктиш бирок отраскышын. Шаш сатуш. Шейк тух тарапца. То есть они вот этот раск транспортный самолет, да? Тут и хали,
Це золотой запас шаек, где Москва, дияяққан дұққанер лицадыш дұққанер тоқ дүйіндерматсон перевозки бұқтыш шайлым зияяққан за хавали нақыт Януковича нюхат аметки лайтур уқса иқечената лайтур моватсы не дай бог это карвода там Остров Олезер и диктаторщина. Ну да, и сейчас Бойер был, они же как бы держатся до последнего. А вот так в Ахметтиги хич, короче, хил диктатуру, да, я нах парад был, демократический, да, а еще остров до конца жизни, Аир Баршей. И сам придумать ее, да, استيقظ غوشي تبيت بوشتاق بايا شيء كذا Путин сам коллекцию диктаторы цават мосу коллекцию Путина. Хороший сюжет для фильма. Остров диктаторов ответила. Салам алейкум. Асад бусу ламаз дефуйте. Дела, идешь, Оля. Шьян доктор. Светский тагоизм. Мы до минуты обратно. До минуты обратно. Она оренче пенсион, просто Аллах он это. Не скажи, русня как на пороховой бочке, то есть период переменным русняет. Да. Так что бессонные ночи ему обеспечены. А на Асада есть Да, какой-нибудь? если там международный суд состоится с Путаной, то это тоже туда попадет. Отдел из первого доллар больше, мы будем так. И по идее, да, то есть вообще трушку с моей одно, возвысить поясашься. А мою мать, это ваилиш хренаешь. Вообще труш моей, по идее, сейчас, да. Там такая альбой, у меня один был, да, один душа пошел. На вас, халва, так гок, man лайк, чал дел лоинца, да, шесть долларов, да. Йод кос, да. Почетные, пленные, у меня один ноги был, да. Sirīčā šī palestīņš, nokķučo ālin valēm akādāsā вахайшошоч. Инси асад бауара шуне го там бусудна бушу лович да ваши не наше дело, сами разбирайтесь. Нокчучо āžiem, он tad ik nek должность выложат, я тоже чудо-идертица. Ja, ja, durchschnappen. Молодец. Инти цыган мелбил был лаской бат, ты знаешь, засекреченные мои лаской тем, да, информации на государственном уровне. По идее, вот в Сирии шорт лаской мобилизации. Цари Белбовичи, Вагнерович, Вациш, вообще за счет лошадь бази, статистика Болич Бацариш, как наемная сила, вооруженная сила, что Болш Бациш, отчет я царь,
طبعا هوش أي ناس وزيرت كنا شو موسكوا ريكلام قاعد دوق na контракт на служба. Короче, иду на время, полмиллиона 900. Ее гонят правительству Москвы, гонят Хоккул. Гонят, короче, где-то общий выплат до 12-15 миллионов долларов штук контракт, подписать тысяч. И еще плюс в любой регионе была Москва, короче, я меньше был. А чья реклама? А это духса, да что? Представь, даже московский прописка учера, могла езмы окладять мою все. Эти прописки, я там Кипр, схем, шалю, с Россия 100% даешь. А хинс прописки отца еще, любой регион была танер, я еще кое-что. Это духса, бахас, прописки отца Москва я еще, любой регион, авиа. И да, Да, Собянин. Мясо, да? Вот так сегодня собрали, да, и гудурмес ayolu конторе, geçmişim. Üçün yok imayı, конкуренция мою, да, потому что через Москву вычхольш, алсмодати. Ду. Так, yok, masana huşholş, да, церу, то есть, гümse дагер, Москва, Алабуан, теперь многократные, генерал Хайвич, балагояти. Хинс хайлин кстар без прописки меч регионе цигуа еще, хайлин кстар, сон конкуренция что дука я аш мясо моду, дука аш моду цигуа дегрид. А царь хочет безотчетный, царь не отчетный лишь платит, это все добровольцы. Уже дыхание, да, я вообще, что ты что ты, да, царь. И северокорейский маджорич бацер, иш нанимать бенгер бацерцы. Диком 100% да, сон что ты что ты до телевизор чва модит да, хабарш. И это я да. Он полу, 140 миллионов надо и бог моей России. И 70-я часть моей юти, у них есть он. Представить, 40 миллионов Украины цены лет, şey borç nakçatıyor. Madar değiştiriyor. Bazen şu, şu, северокорейский Божий Бог царь, я даже ты зар, говоришь, примерно я там говорю, царь, так, и хустаск шути царь, дням не учишь. Иш боцуш арижнеш и сирич. Хеберш, да, демоду сюда, болна. Ах, и хухол, так, нехватка населения, цохол, так, какое название, И хуксину, да. Тюрьма, ясина уже. Да, 1000-километровый фронт. Ведь по сравнению с Советским Союзом, ben был Донбасс, Германия ben был Томик, yok фронт яти, но современная темишка yok фронт, после этого еще yok фронт начался после Второй мировой войны. Более 1000 километров, ну, грубо 1000, Hens и держать, я adam цепешь букуш, так, сумца, эти люди, от сундук населения, я задуматься должен. Официально Цучуаза действует имел армия, численность 300-400 тысяч. И отцу салтиш 40 миллион адам духа эскерляч. Звуча отцу эскердеркце действует. Даже 400-450 вот, dann должен подмачу, so ich гурсобу чхайна вычва. Ой, сон, а, так много, маяки бестачат, водолазы бестачат, цари чувалцы, что так мусорить не, действительно, мусуна, но маяки, цари, чего там читать-то? И численность, Украина дырал отцу численность, царь использовать, да, примерно за счет аляч, да. Полторы тысячи наций, государственной границы.
украине, но эскер Латваш непосредственно боевое действие еще от лег территориацию, он точно не знали, но хайок меткиация боевое соприкосновение от шляч метки. Viens более миллиона им отсутствие Росгвардии, все МВД, шеги, Austrijā. Сugaucā миллион чем-то ертится, цифра дацелёс, он пишу, пуцига задействованы, шеги, как отряды, закрат олцарх отряды, Йоизен, он платош. Iliac был из Курска, Iliac был и Новчи, Шабериши, Кемям убацери, Iliac, что шею, вот он Tagodiaš была сам дешево будешь, как милиции был бы будешь, ты гибон. Так, и nach so war, ich habe georgt, was mir lo hat sie gesagt, ist das ein Mäuser. И что скварды, и винтаж, помню, он гергумацию на общее, да, еще внутренний, я еще задействованный буце, чва, Россия, чва, ты, Латваш, моссум, под контролем, Латваш, будешь, отдельно будешь. Росгвардии где-то 500 тела, 300 тысяч у нас, у них Росгвардии. Ну и штабу, конечно, разные. Ну, волк, штык, да, сломал. Да, что я. И сон много, знаешь, у него из-за ситуации до Советский Союз, надо, когда я чмосу, а вот загнать бен барку, что-то. Из ситуации, юксане, югах на говорит. Да, Советский Союз, Советский Союз, мощно почалкается, ну, вообще ленятся, шанс, сердце, ну, демократию сыграли, так, дегдюня, живешь, душе, да, бяхда, лишаться, ёбой, разводить театрца, СНГ, не Советский Союз, я планил, что говоришь, Балтийский почалкаш, так, почалкаш, без нас, отверзится, Грузии, носу, да. Но Индия в России, Советский Союз, хотел мощности сравнить, ты что, делаться, да, с 30-20% художественного максимум, буквально, и то, человек царя, что пантыш, и свое появляет, читается, что доцук думать, это, что на пантах льешь, больше, и царь, руководство был, наше, да, по фене, хабардычку, бой, это, даже дипломатический, регламент варианта, хабардычку, да. В 90-е годы жил кшиш, ну цаншен, карахшаден, да, чеш, гондашен, лейш гулдаш, да, гонда лейш гулдал, уч умача, действительно, бумат, на ишта, дисин дунешаш, ишт киру думач, да, амчугойшен, букош, короче говоря, и дуксан, хлеб, аман. Легко, количество, черти, алечку сунул. Też łatwo mogło. Нельзя построить государство по блату, по кумовству, да, и что. Шабериши по лояльному, да, хоть ты был, хоть ты компетентный, так вот, схватин. Даже тишмина, да, хоть ты наш. Тишмин, хормоны, стать, бог был, профессионал, молодец своего этого дела, душа, там профессия, да, zum Hochschuma, das da im Zahn, Zamschritt, Bachаш, Цар, Замш, Адмишмадеш, zum Баце, Аудоцеш, и полноценно был без бахца был, потому что этот зам видит, что этот хозяин вообще даже на работу не выходит. Я садвали на гнездо, фусу, оказывается, я садишь, я саюрт, хлох, он вообще хос юрцам,
Вот эти юртер нахал, вот уже гераги тоже, кюгеле шварц, шаберш министр шкбегол, уже юртер нахал, вот из точ, он чучали, вошел вариант, из осаду ли вошел. والله تا جين دالهم دات ثاني قاعد عليه واشتاق على اشتات شاش ديرين جون ثاني هم ويلا سياشة كاكي أفغانستان за 48 часов дат и президент Вивин дадва зурдуа какие ночи чего Грозный за 2 часа парашютными двумя парашютными десантными полками, Киев за 3 дня, Сирия, Киев исчез, хабаршку штат, شيء بوخ بوش أسوأ مباهرة إذا شاش عشان جون دابل نار ده شيخ شاش هم يوم يعتنا هم ما يوتشمان بقلا سوي هم تيشي يوم دوتار كنيت بيكتر وقت أسلوبهم سوي شيء طبعا شاش مالي اللي نقدات نار أنت يعني قيجنا أنت يعني استعبتي هم يغدوا دكتور هم بي Luego, hocal şolar, ya mikrofon lektion, admin var, İbrahim, admin, tabii kapça, daha yok onun mikrofon, daha iyi yapsın. Короче, дай халда царе, карцевая шиш. اللي هو 2 قوم раза туда-сюда, чахуя лапсо, люху кучу, хагушу вот стоялся. Вау, yok, yaklaşık çok А, yavrum, вот, var. карис он, карис. Interesno, bu da var şu, şey sayırtılı, istege, çok yok analogi, yok henüz kuruş, duymadan değil. Es yurtta nahal, so dahi toş musu meti, şey yurtta nahal, eben, sante hoşi nahal, istege, çok satırdı, stof duyuza, es yurtta hukurdu, interes yoksun, es yurtta nahal, da, все-таки 50 лет, короче, да, целый Сирин Теха, и юрт моя есть. 26 год один yok ламангу 26 год сын деда ват виси юха это сайона сёет лёне фамилии вообще са фамилии масаласы фамилии очень нахал будешь ё и доржи шаш кач да са ёлки банды главарха уцер деда шаш это им эде бол бы чё и зверх лацер название лацер деда Сулейман Бети юасон это перевод да зверь يوغ اشت عيد لي انه شغل بول بيجو يفاميلي يوغ يتيوغ شات على تاق اسد ليوا لو زين بات تاق يقوى سنين سيدات خيتو Так да услуга дицам масяса хау, осм хата хатер, Россия бол зверева, бац. بابا ايش بوكو Gerçekten bu şahs basılıydı işte. ايش بوكو صحهم دوج بات Так, военного человека, ну, что такие урони, ну, микрофон, а вот вот. Марш лучше, да. Марш, Только был на стриме чеченской истории, ну, как он там называется? Дык. Интересная вещь там. История чеченцев, там даже продолжается. по идее, Ахмад Ильич Барлёш, да, Да, много про нашу историю. Есть ребята, которые изучают, хорошая информация, they do pay them. Не про религию, по истории. Zaten şey, Arvats, Zurluki geldim, будете брать, он будет что голосовать. Сунцаха, я тебе сейчас скажу. Один Анзор, другой Бишам Чимай.
Они там вели эфир хороший, интересный. С ингушами спорили там, в общем. Ну, поучительно, много моментов. Вот, ингушами спорили, Эльфа. И могу, и питон лаузош, короче, лаувашти, биться беш, да, и бурки гоши, и человек залило, что личили истории, шаерги, ингуши, чеченцы, когда кто где был, шадеги, и питон удомца, а изошли, чё. Не, эти-то не спорили, это ингуши заходили и доказывали там чего-то свое. Что они отдельный народ, были всегда отдельно, вот эти вещи. А им доказывали, что все были одним народом. Да, все были одним народом, да, тем более, да, что народ захватила, да, за по тейпам разбить сады на что а дальше больше, започал ключ, короче, еще генахская земля больше, а индовой сюркач, и что за ором бацыга, короче, народ был, почал ключ больше, ногчи, и за города, что нахачиван больше, вот и изоши, что ногчи города, что больше. Sjökrač nachla, is nachi tjurla, dat is asbon met gelwezen, dat is nachig eigenlijk al nachtjoy, jurens jo, geen maar door, jo, is al nachtjoy, jo, tjurla, nachtjoy, tjurla, dat is nog короче. Is не слохся, jo, перемотать еще назад. Всегда очень у них много информации, они много книг прочитали. Я все не запомнил, поэтому, чтобы это обсуждать, лучше туда заходить и там это обсуждать. Musaki, šedergi din domu, uzdeldēpani, lai kähkelätsä din. Nahtjoy boşar, halkayt elätsä, Lukara, din Tesaloç, Terciniye, Ettersliloş, Nasa Гамбин, Ущельцiniye, Tesaloç бешбац. И вот эта трещина пошла. Уж Аллах притеснять бешала бушу, день я бил больше. Так я это представляю. Все-таки сгасушка, что это убежище Карина, цаню это мацимяюш, а елхюш, короче, семья, но цан собой акдою, сгашка, диабол дальше. У этих христианский дин модельцы, алга цуган керствало, так ел ахри уже геновщичу, короче, гергеран шхена, ицхена, шаберши уже цандине бэкем, ну, так уже после Кавказская война, я думал, еще бережу полностью бусубине Бошайна. Так его это хундат Бош, ицхендюн хадов духаша береги. А вот почему хундат галундала, из каких пор галдала из-за перемотать дала, что готоваться? Они все мусульмане, Цундер, это бесполезно по этому поводу общаться. Просто слушаешь историю. Ладно, я хочу, шашкес дерцунда, короче, я шаш шубусул долго, швецини, юргали, лиши, цена, я хита, открытую, да, она, я хит, короче, и модердич, и багдад полский лахлюкша, колсум алла, я хам, и службу плена. Был, но там, наверное, длинный разговор с ними, это не обсуждая, чисто слушаю какую-то лекцию о чем-то, об истории, там, такие вещи. Без религии. Хотя туда заходят некоторые персонажи и начинают, там, антитеррор, и, в общем-то, это кады, тудым-судым. Ой, эти все там такие-сякие, и там кто-то их поддерживать начинает. Смеются, короче, что мы там заходили, у них нет аргументов. Такие вещи там тоже происходят, но меня это не интересует, меня интересует какая-то история. А да, это история. Поэтому интересные моменты есть. Кто откуда произошел, тейп и так далее. Если каждый день религию обсуждать, уже с ума можно сойти. Надо и разрядку себе давать. Не, ладно, что, религию, политика, обсуждать, я ж. Ну, обсуждать, а сам обязательно цанс
целый ai mooi zo. Regie boos dan. Hij is dan nog iets uit allerlei oorboos. Iets nach ціні колсом болгом ну из надолго считать. Уже обсуждение мацовало, это уже сеяние, ну и вот раздора. Йо-йо ковырять ешь, йо-йо, короче, да, вот это прищ ковырять ешь, ну и наишься юч. Сон дойзоны канал, сон чуацашо зой чуен, удивш холосо, ну и вот и Picturul шут, ну, койдолчаус, я боушло, дисторста сахила, но sen обязательно имбурский тем ехала и очень историзация, ну, и история, лориганчика, целый канал сини, учуян, ся буталгарится, дода лаорис, ну, еще и те мацайвай, чё. Туда заходят ингуши, и они с ними обсуждают. Поэтому у них свои есть. У них этот уже раздор уже посеян. И даже сеять не надо, он уже, Ну, ты говоришь. он уже есть. Мерзкий инструмент по контролю. Это неправда. Ты можешь озвучить название канала? Сейчас скажу, название было «История чеченцев». А, понял. Это помойка там, админ даун. Вот, это вообще нечего лезть. Это подвальный интернет называется. Не знаю, какой это по каналу, но 2 человека мне там нравятся. Один есть Анзор ВГ, мне нравится, как он рассказывает. И второй, сегодня услышал, сейчас скажу, Башлан Чимаев. Тоже мне нравится, он всегда приводит какие-то ссылки на книги. Deel возможно ультраверх, и шансовым элстагону, чё. Аж да, его религиозные убеждения меня никак не волнуют. У меня... Не просто я все хочу, а ультраверх. Я понял, говорю, их религиозные убеждения меня никак не волнуют. Меня и волнует информация из там книги, источники. Они как хотят, во что хотят, могут верить. Я уже давно с ним не спорю. Незапамятно, говорю, новший, короче, бусул дня, он надо на волчанах, вырези, короче, нахбалам, короче, и цир делегации, дошли до форсу. Делегация, он пэлмо, динавуш, делегация, он цыги, вырез, клубший матчи, короче, цокнаха, Аршайн, сыр кончен, ахолос кончен, новче район де крутой канти душа, лопаевано бош. И ты чё, член он будешь, наган? И ух, и пошла непосредственно. Да, хоть ты маджахи. Я не знаю, они же, говорю, они вообще А религию не обсуждали практически, может быть, 2% Вот времени. я смотрю. Лёха, не вызывает. Там какое-то видео выставил, и они сказали так, ну если типа так сказано в религии, то мы это принимаем. Что-то я не помню, что было сказано. Но я говорю, меня не интересует их религиозные убеждения, потому что у меня все родственники мусульмане, поэтому я не могу сейчас сказать, что вы все плохие, потому что среди них есть хорошие люди, тоже есть. И каждый может, как хочет верить. Меня интересовала история нашего народа. Какие были битвы, какие тейпы, откуда спустились, как происходили взаимоотношения. Это мне интересно, если они изучают эту историю и могут что-то рассказать, ссылаясь на источники, то я готов послушать. Но я не готов с ними религиозные темы обсуждать. Мне понравилось, что мне говорили, что все там, кто антитеррор, все плохие. И же я там сижу и слушаю, тоже какие-то вопросы задаю про тейпы и так далее. Но этот канал рассматривать как источник информации по поводу тейпов. Это низкокачественный ресурс, есть отдельные ДНК-проекты различных тейпов, тукумов. Лучше к ним обращаться. Тут потому что у нас очень часто проявляется гаплошовинизм, аульный шовинизм, да, тейповый шовинизм. И каждый на себя может перетягивать исторические документы, предоставлять только те документы, вырезки статьи, которые ему угодны.
тем более такие, короче, низкоуровневой группировкой. Может, группа низкоуровневая, но выступающие были грамотные. Да Не чурбаны, все, 2 человека, 2 человека. Sabedēšu grāmatvedību Bogu, неисхабардīts ar Bogu, гасмота, ошибка отсоёвш. Я сам хэш, короче, образованный нахбарыш Богу, сахит имел сам обладается. Грамотные, во-первых, умеют говорить, во-вторых, читали книги, в-третьих, когда о чем-то рассказывают, делают ссылки на книги, что за книги рассказывают, в каком месте они это прочитали. То есть о чем рассказывают, они приводят буква об отца. Поэтому можно открыть и посмотреть. Некоторые вещи, И которые другие. можно поинтересоваться, что там вот интересного говорили? Говорили много, но меня интересовало. Ну, то, что тебя зацепило, то поделись просто. Ну, и так, ничего, просто интересно. Ну, я спрашивал об острове больше, о Тейпе. О каких-то преданиях, когда он спустился, кем его считают. Ну, Орство, это, во-первых, же Тукум, да? Да, да. они Да, вроде и не брались ниоткуда, они проживали на наиболее низменной местности. И как там по книгам это, по каким, ну, что там за информация проходит? Я говорю, я все это запомнить, все, что сказано, я не могу, я не смог это все запомнить. Но Орство не жили никогда на низменности. Орство всегда жили в горах. Кто тебе это сказал? Не Они в горах. потом спустились. Сейчас, подожди. Это наиболее приближенный к равнине Тейп-Тукум. Точнее, Тукум. Не, всегда в горах это тоже неправильно. Это откуда вообще взяли? Это Тугум, который наиболее удален был от гор и наиболее приближен к равнине. Поэтому у них ни башен, ничего не осталось, потому что они максимально близко к равнине. А на равнине легко артиллерию подвести и уничтожить башни, что сделал этот Слепцов, генерал русский, в честь которого какой-то район или город назван в Ингушетии, Слепцовск, и Нестеров, опять же, генерал, который уничтожил эти башни Орстхоевские, которые на небольших, так скажем, предгорье находились. А остальные 1500 семей выселили в Османскую империю. Представь, и завоеватель Швац, ублюдок Швейцарии, назвал ничто, конечно. Как бы лево, Ну, что чё, только есть же Шуманов, Буданов, Да, да. десантники. Вообще, басом. И что? И еще нам это вроде совок, он же такой был, там многонациональный, типа там все находили какое-то свое место, в нем туда-сюда. Потом сейчас якобы Русская Федерация. Но при всем при этом вот эти завоеватели и наши убийцы их прославляют, видишь, как бы нам это навязано. Шла эта штука. Ду, и называя населенные пункты, и там также могила огромная, памятная Слепцову, где-то в Ингушетии имеется. Да, Куда Ермоловка, это же тоже как бы ублюдок Ермолов. Толстов, уже Толстойина, они так гордились, что и Толстойина, и как в честь писателя не сделали ошибку. А на самом деле это Толстов, выдал в конце. Опять же, этого, который захватил это населенный пункт, сжег
Asti, короче, ģenerālo caurkas un viņš ir izcēlas un Цюнцарахтен из Юрца Толстов. Да, зачастую так и есть. Любая какая-то русская фамилия, это, скорее всего, генерал, который как-то участвовал в войнах. Энзой var Кундуховой, Муса Кундухов, например, тоже во время эти войны, Кавказской войны, Нохчудел Пламбенстагу, Бусул Пири Уиза, теперь, да, вырез на Остице Чермоя, Арцу Вариза, Арцу Чермоя, Цер, короче, ровесник Луиза и Кундухов Муса. Цюнц Араха Гюмси есть яца населенный пункт Тюшун, Кундухова был. А так, по поводу различных легенд, различных фамилий, об этом это нужно искать, короче, каждой фамилии. Там есть много интересных преданий. Ну, расскажи мне, этот Миржлам, он насколько низкий от земли? Я же высоту его не знаю. Что именно ты говоришь? Миржлам есть, где Аштхой жили, Миржи. Насколько Сейчас высокий, насколько низкий? секунду, сейчас я на карте посмотрю. Мержой, ну, я с тобой не согласен, что Орство на равнине жили, как бы, ну, на равнине было. Куда? Я говорю, любом максимально случае, приближенно к равнине Баас. Вот возможно, ударные. просто как бы могли пасти овец, там, коров, лошадей, так, сажать, ну, пастбище и лелошил, огород, хуили, посевы там туда-сюда, ну, и после вот этих вот там всяких турецких, мурецких завоевателей, в любом случае, от Сламчо, Масери Изюэ, населенные там пункты, Масери, у нас есть и вот эти бауныш, ну, у кого-то разрушили их, конечно. И Орской тоже, и Айланд тоже, короче, как бы от в этом ущелье, Башенное ущелье, там проживали. Да. Как бы Лемон, Масери, Болшбу, а так древние сейчас уже освоены, что лахлило, что дехны, посевшие там туда-сюда. В горах просто легко было выжить. И как бы сгруппироваться, один талент, чуть назад, делать чуть-чуть, потом я сел и кочевник, что послабеть даже на пятой территории, освоить, я ищет как бы так, вот это по Ингушетии, вот эта история. Там интересно бывает, не сегодня, а был кто-то там выступал один, видимо, я с ним здесь общался. Он говорит, тут, говорит, среди присутствующих есть, говорит, один оттуда. Кто, говорит, я, говорит, не буду говорить. На меня ссылается, в общем. Конечно, они... Ну, это, короче, это их религиозная тема, она меня не касается. Пусть во что хотят стреляют. У меня нету теперь никакого желания кого-то в чем-то убеждать. Кто для себя что-то решил, пусть решает. Кто как думает, пусть так и думает. Это не моя проблема. В свое время просто Ну, буду тратить на историю. у тебя удобная позиция. Аллах тебе штунду избавил, да? Нет, те, кто думают, как я, как мы, как думаем, я с удовольствием общаюсь с нормальными, мусульманясь, нормальный человек. Пожалуйста, если у него ко мне претензий нет, то тоже без проблем. Но с какими-то чересчур сильно верующими, с ними им что-то убеждать, это неблагодарное дело. Ну, один человек у нас есть, который этим занимается, то он на себя взял эту роль, пусть занимается. Да. Я не буду с ними. Я вообще давно для себя решил, что я больше по религии спорить ни с кем не собираюсь.
у меня свое мнение. Если меня будут спрашивать, буду говорить по личным. Ну, если так я решил, почему если я решил, то кому-то будет интересно, скажу. Ну, потому что у меня такие жизненные обстоятельства, я для себя принял такое решение. Почему вот это не их дело? И точка. Это неблагодарное дело спорить поэтому, потому, вокруг. И в конце концов на том же месте остался. Спорил, и ничего и не поменялось. Ни у них, ни у тебя. Я думаю, те люди, которые для себя принимают какое-то решение, допустим, послушали вас и решили, что это им подходит. Хорошо, они сами, и с ними даже спорить не надо, в принципе. Они сами догонят. А эти, ну, бесполезно. Друг друга будут хаять. Эти будут хаять вас всех, которые там у себя, как только эту тему заводят. Хорошо, что ее практически не заводят. Но так оно идет. Большинство в Чечне мусульман, это надо прекрасно понимать. Никто из них не никто, а большинство веру менять не будут. Они там прям для них приплюснута эта вера. Они считают ее частью вообще всего себя, чеченцев, всего-всего. Им что-то доказывать не имеет смысла. Им надо читать книги. Они хотя бы одну вещь правильно сказали, эти выступающие. Вы должны больше читать. Может быть, посредством чтения, посредством того, что будут люди становиться умнее, они сами к этому придут. Только единственный такой есть момент. А если он невежественный, это бесполезно что-то ему там объяснять. Ну, твоя позиция, она услышана. Не все так думают. Просто, конечно, можно как-то строить там туда-сюда. Опять-таки же говоришь, там что там туда-сюда. Я вообще-то это не моя тема, там мусульман, не мусульман. Да, мусульманство ищет. Я вообще-то больше на позициях, чтобы, наверное, да, довозить рост будет супер. Я, знаешь, тебе могу со стороны могу сказать. Политический ислам هم نشتت وتوش تطير شو بيسن شمطو غورم غور شتوح شن بقى أخير تقلي مشنا والنبي أزواج صدش تعيش أورا برزي أنا شو بتها وقبل أن ضيلا мы все начнем тогда заниматься уже общечеченским национальным интересом. То есть, в противном случае наше общество, оно будет полностью использовано, оно будет задействовано на установление вот этих идеологий и потихоньку и вай чуюка долла, вай чура, вай массу эго, вай дат чута продукции. Никто от этого потом не застрахован. Сунде как бы защитной позиции лила ешь функция. Защитной позиции лила лечь мы полностью подручню уходим полностью, как нация деградируем, что هم продукты. А так вот, вай халхилл уровень, когда он декан шия де чолема, да шия хоп, чомаха хоп, нормально оуша. Вот такой вот уровень, нет? Шутивает. Кеды ярздельча, все так уже айолы вачаю проблем. Когда уже смысл, чеченцы начинают все работать на общий чеченский национальный интерес. И перестают быть жертвой, перестают быть вот таким объектом, который использует кому не лень, и что одноразовый. Использовали, выкинули. И соцсуждается. Кто-нибудь знает книгу «Кодекс чести Ильича Ильясова»? Не слышал, но зато знаю формула земной вечной жизни СДЛ. Это Ну, ваш. это я не знаю, грубо говоря, я в этом чате спрашивал, ребята, вы не скажете, вот, вообще-то я тебе так скажу, он рассуждал, он говорит, нам надо знать свое прошлое, свои даты, религия, говорит, нам этого не запрещает. Я думаю, ну да,
Он говорит, мы должны чтить там тудым-сюдым. Все, не буду пересказывать, но смысл вы поняли. Я ему говорю, слушай, скажи, посоветуй какую-нибудь книгу, ну, чтобы вот какие-то вещи, чтобы я для себя знал о нашем народе. Он говорит, очень хорошая книга, говорят, «Кодекс чести Ильича Ильясова». Говорит, она дорогая, говорит, она, говорит, я не могу ее купить. А его же многие слушают, там же много людей, там у него свои каналы есть, и он в Ютубе выступает. И я говорю, а сколько она стоит? Он говорит, она тут продается 18 тысяч. Я говорю, слушай, ты не мог бы мне ее перевести? Я тебе ее закажу, сканировать, прислать. Он говорит, могу. Но мне отсюда, с Америки, трудно ее заказывать. Я ему 18 тысяч попросил своего знакомого отправить. Он отправил ему, говорит, Борка, вот там я. Это все, говорит, получу завтра, куплю эту книгу. Ее там только с каких-то изданий, говорит, там столько 1000 штук сделали, она дорогая. Я посмотрел, дорого стоит. Я, говорит, все это отсканирую, тебе пришлю. Я думаю, ажа. Он говорит, мне так не переводили, говорит, по $10 тут кидал. Я думаю, посмотри, у него столько мусульман, его соотечественников смотрит, и никто на книгу не может скинуться. И нахлопаешь, вот такие они. Зато колодцы Все их Лимпопо мужество. понастроили. Я про себя думаю, знал бы ты, кто тебе скидывает. Это тот, кого вы тут хаете иногда. Но мне без разницы, мне главное, пусть он эту книгу возьмет, он ее сканирует, пусть он там по этой книге другим Нохчи рассказывает историю, но главное, я ее получу, и в любом случае доброе дело, как ни крути. Тени вечности мясо книг. Я ее открыл, это лимитированное издание, Онахова написано сверху, Кодекс чести Ильича Ильясова. Там еще пару книг я ему тоже скинул на эти книги. Это которая с этим, с свастикой? Да. Ну, она не стоит 18 тысяч, я видел, она до 5 тысяч стоит. Ну вот я вижу ее, она стоит, ее кто-то продает, она стоит в этом, как его, книжная лавка Jenny Books в Фейсбуке 15. А он мне скинул фотографию с магазина где-то в Грозном 18. Сколько он скинул, столько я ему скинул. Что я с ним сейчас? 3000 делить буду. Грозно, неудивительно. А вот смотри, купи, продай, подарочное издание Кодекса чести 29 тысяч у нас стоит. МСК купи, продай.ру. В Авито вот есть. Сколько на Авито стоит? 18 в Авито стоит. Да, она дорогая книга. Да дело не в этом. Дело в том, что они просто там хаят этих Диндати. А единственный, кто ему накинул, эту книгу скинул, это я. И то я ее скинул, потому что мне тут надо, когда ты уезжаешь в другую страну, чтобы тут не ассимилироваться, тут же надо свою историю получше знать, чтобы это все потом детям передавать, в своей голове уложить. Если этого не делать, можно просто в другом народе раствориться. Надеюсь, он ее купит, потом мне должен отсканировать и прислать. Тесла, Хезио. Хэшу. И хую, и ссора. Видео генерировать тешь, Midjourney Moyer, картинки генерировать тешь, а эти видео генерировать тешь. Я Ты в давно Midjourney, ее... что ли, сидел? У меня тоже подписка. Нет, я Midjourney давно не сидел. Я на свою локальную нанографическую карту мне подарили. Я локально установил и сам генерирую. Тесла, ты будешь по эту тему знать? Ажла, я этого парня спрашиваю сегодня, слушай, вот для детей, чтобы знать какую-то историю, какие-то азы, посоветуй что-нибудь. Он мне книгу эту посоветовал. Ты слышал, наверное, сейчас говорил? Может, ты эту книгу знаешь? Эту книгу еще по формат выставлял. Кодекс чести Ильича Ильясов. Да, формат выставлял эту книгу, еще, по-моему, в старом еще ЧДП выставляли. То есть она ее скачать можно? По-моему, она где-то даже PDF была, короче. Но я точно не помню, но
Формат ее выставлял. Ты знаешь, я вот в интернете не нашел. Но из-за того, что он сказал, что он этим займется, я ему, в общем, скинулся, чтобы он ее купил. Ну, раз ты уже, да, скинул его деньги, а скан жди пока своего скана, потом можно его, не знаю, чат GPT чокаешь, в текст превращать. Так А сможешь. не, у меня-то есть распознаватель, это как его, Эбби там какой-то, я не помню, Эбби Fine Reader у меня есть. Ну, да, Эбби был отличный. Не, ты какой? Ну, можно и Эбби Фана тоже. Это старый Эбби это. Не, он хороший, это Эбби. Но И смысл в том, что я так понял, это книга про наши адаты, обычаи, там что-то такое. Не могу точно сказать, я что не читал. Думал, может, ты знаешь. Да, там он все, но он как ложка дегтя в бочку меда цату саиной и добавил это, ислам туда подмешал, короче. Ты читал Да, ее? мы даже отрывки читали тут, короче. Мы Да? даже настолько, что новую версию из нее сделать, убрать оттуда вот это бедуинизм, и апдейт есть он больше. Даже это у Слушай, нас. это же без проблем. Без проблем, хорошо же, можно апдейт делать. В чем проблема? Да, убрать Вон, получится. новую версию. Могу опознать его текст, выкинуть оттуда вот это рэпское все, немножко там. Я тебе скину, когда мне скину. Скинь, не помешает тебе тоже. Он еще сказал, какая-то история про чеченцев. Есть 2 тома, говорит, просто, говорит, супер, но у меня, говорит, денег нет ее купить. Я ему тоже скинул. Давай переведем на английский, немецкий и тоже будем продавать с обложкой Инлан. Будем рекламировать чеченский рыл. Вот автору, разрешение у автора попросим и гонораром поделимся с ним. Да без проблем. Знаешь, Автор самое живой? смешное. Они хают не мусульман, слышишь? А только не мусульманин ему перевел деньги, чтобы он купил книги. Такой видал? Да, про чеченцев, если бы это было про колодцы, там, про Мухаммеда, про камень, про хадж, то тут тогда пролетел бы, тут они пожертвовали бы. А так, на чеченской, что Может мы быть. Может быть. Дин вы, Илясов, Лечи Илясов. Живой он еще? Не знаю. Так, надо погуглить. Этот, по-моему... нет, это вечно. Надо было моего отца спросить, может, он достал бы ее бесплатно, эту книгу. Слушай, Тесла, что за издевательство? Эту книгу по 18-20 тысяч продают. Что за цены такие? Чем реже спрашивают, тем дороже она стоит. Милори, закаясь, я изменил кинешкири. Это английский мата, в конце концов, воспоминания, как они там с этими, туда его же. В общем, про все эти дела автобиографические. Кинешкерц, он долго ее на английском переводили, и он наконец-то его выпустил, он тоже цену там $200 заложил. Потому что его купят всего лишь, не знаю, знакомые какие-то его политики, десяток человек, может, 2 десятка. Так что поэтому, чем как бы дороже книги, тем меньше у нее тираж, тем она дороже. Вот и эту книгу тоже, видимо, на массово не рассчитывана. И вообще даже, возможно, или осовать Юхшик. Может, какие-то... 1000 экземпляров. Нет, 1000 экземпляров всего сделали. Может, это напечатали, потому что больше денег не было. Да. А вот Юхшик, или осовать, может, сейчас какие-то У барыги. вас одна в Авито, одна в магазине каком-то купи-продай 29 тысяч стоит. Одна 15 стоит в Фейсбуке. Ну да. Все. Если оттуда убрать эту исламскую добавки, договориться с ним, и можно продавать ее, и автору, короче, за труды отсылать процент от продаж. Да, нашему народу его надо заставлять читать бесплатно.
Во-первых, Перестань вообще-то подстроиться. Нохчимата Элизари, потом с чеченского уже как бы переведена на разные языки. Раз там она все уже как-то компрометирует это. Мой mission compromised. Вот mission compromised. Немного. Но за неимением, короче, рыб, и рак рыба, оли, если нет, на без рыбы рак рыба. То есть, что-то да есть это в любом случае. Мазохист какой-то, да, болото? Шиит, да? Ночью утра, ёл книги, к примеру, я их объясню, что такое ночью утра. Коллизин издание. Изи модердич раском утра, я зем книги шун. И раском утра издать цейфу. Поняли, что к чему это все идет, что это на самом деле речь шла про депортации Тайпумеркас, короче, из Османской империи в Турции, Дьяволшайна. Но там был такой тайный смысл про депортацию 1944 года. Действительно, на Хизалму, Лауши, дальше открытую детищ Масалали. Поэтому досоветский Россия, царская Россия, царь его шьязень и книга «Ласка Матра». Ты из редактировал, тиражировать Олсун, короче, да, и это на Нохчу Матра, ибо ей это не очун, и Сабузар Эдамирог. И нам посчастливилось, и книга Нохчу Матра, все-таки Цухайни Нела, Юкевой, да, с Цабучни Ахкара. А вы что здесь хорел сейчас? Ты знаешь, у нас так много информации есть, которые мы должны знать. Ну, может, не должны, а есть. Меня интересовал тот базис информации, которую бы следовало передавать своим детям. Какой это базис? Что это за информация? Должна же быть какая-то, как в школе. Ты учишь там прибавлять, делить, вычитать, умножать. Вот этот вот базис, я у него спрашивал, он мне эту книгу посоветовал. И, конечно, вот такой базис нужен. А потом было бы, конечно, я не знаю, возможно ли это, если был бы какой-то искусственный интеллект, все эти книги, нас касающиеся, ему скормить, а потом, что он просто на вопросы отвечал нам. Лора Олсен, чеченский Лора, есть Low Adaptation Ranking. Полностью модель цеешь. Можно кучу лор дата-сет натренировать на чеченское. Этим заняться надо, но мог язык или йога. Кто-то должен содержать таких людей, иначе сосиска легкая, это уж довольно сложно, довольно много времени отнимает мозгов. Просто не получается отвлекаться дальше. Ну, конечно, без финансирования не получится. Да. Если бы они это чертовы колодцы стоишь, что это амин, царишь сахам, что группа, которая много чего сделала. Грамматику, и чеченский язык, и модель, и литературу, и все. Вместо этого десятки миллионов долларов ушло на какие-то силы молчащие. Тесла даже говорить не надо, расстраиваться по этому поводу и заново это бесполезно. Я просто рукой махнул на этих людей и все. И забыл, как будто бы их нет. Пусть что хотят, то и делать, на них даже надеяться нельзя. Они себе там не могут помочь, ни своим не могут помочь, куда там уже другим. Не, и пропаганда делается, есть узмакачивая, все пропаганда делается, и еще. Штаты ебать. Nur является step by step. Что он сабо. Как будто то-то и что-то и больше. То есть они говорят, нет, мы это будем распространять все это, арабизировать чеченцев, а вы ничего не делаете, что просто если балбата, если вышли из ислама, сидите так вот. Ничего себе. В одни ворота лаузивают. Я думал, что если нам не то, что с ними
Армат это выполняет. Помнишь, мы там начали, мы не доделали эту азбуку, это доделать, потом другой проект назначить, чуть доделать, что-то третье назначить, доделать. Свое что-то делать, я не могу на них надеяться, с ними у нас сил не хватит там, со всеми ими, и переспорить их сил не хватит, и что-то доказать сил не хватит. Армат выполняет и пусть выполняет. Я уже, честно говоря, когда в начале пути этого наспорил, потом подумал, вообще толку никакого. Спорь, не спорь. Это, бесполезно, вообще бесполезно. Там одна мысль хлеще другой, когда я сказал, а что спутники вокруг Земли делают. Они мне сказали, да это, говорит, эти на воздушных шарах они, говорит, летают. Ты что, ты говорю, вот реально ты так думаешь? Он мне говорил, что Земля плоская. Он говорит, да, говорит, на воздушных шарах летают спутники, говорит. Ну а что, вот вообще о чем с ним можно говорить, и с подобными людьми? Вот что ему можно доказать? Ты когда пытаешься там какую-то, может быть, формулу объяснить, а он не знает, что такое 2 плюс 2. Он говорит, там 10 получается. Это же невозможно. Не, мы же не как бы не Шейх сказал, что 10. это рассчитано на то, что наше дело разоблачить и положить, чтобы можно было, кто захочет, у кого уже назрело, чтобы он зашел, увидел и все понял. Да, Только не спорить, не спорить с ним. Да, за каждым бегать, конечно, никакого этого нету смысла, нету. Мы выдохнемся, короче, после этого первого же. Да. Это правильно говоришь? Это типа сказал, вот я. Вот 2 плюс 2 – 4. Вот заходит 100 человек, и 85 говорит, да ты что, это 10, шейх сказал 10. А 15 говорят, ну да, 2 плюс 2 – 4. Все, вот. Не надо ни с кем спорить, это же бесполезно. Да, наше дело показать. Да, в качестве выступления я с тобой согласен. Но не в качестве споров, там, доказываний. Это все. Да, видишь, это скандальное такое. Люди любят слушать это. В общем, когда кто-то заходит, глупости болтает, и сам себя это дураком выставляет. Поэтому бегать за ними, конечно, не нужно, но если зашел кто-то и искренне, так как ты только что говорил, я тебе так скажу. Ты помнишь, такой у нас был Валериус? Да. Потом, насколько я мне сказал, он говорил, что его там тут заблокировали, что-то выкинули, что-то такое было. И как-то я на одном стриме с ним пересекся, вроде бы я с ним к нему нормально относился, никаких проблем не было. Он там загонял за христианство. Я говорю, слушай, христианство неинтересно? Говоришь об этом, ты просто занимаешь эфир, неинтересно. Есть там буддисты, мне неинтересно это слушать, что там у христиан тоже неинтересно. Я знаю, что оно есть, у меня никаких проблем к ним нету, просто это мне рассказывать, это как бы с другой оперы. А потом пришло к тому, что он ему-то не понравилось, что-то начал говорить, а потом начал говорить, что у него родители, не родители, а предки служили в царской армии, и он этим горд, а чеченские предки у многих были обреками, преступниками, а мои предки были этими служаками с этого царской России. Да, я подозревал его этот внутренний мир, он даже уехал еще, фигур счастья, там все время вот эти... Говнюки, шпуете, а пластилин. Да, солдаты, русские эти... Лепил говнюков из пластилина. Вообще, там даже были эти, городовой пристав, такой бешбат, царских времен даже, военный шварк, что лепить с фуражками. То есть это уже понятно было, я просто из вежливости молчал. С ума ехал я ровно. Иногда, помнишь, я с подозрением его относился к тому, что он делал. Не попасть, умшли, доросо. Да, işte ama то есть переобуться, модель, вот это и стольщу, лютеранец, стольщу баптиста, вартуна техаринц, я не знаю, во что он вылился. Его поведение, это перфект, входило вот в эту канву. Вы кучугул бельча, вы как бы
у будулаков как бы оборвалась способ нас называть безбожниками, потому что антитеррор, что делать, просто вот ваш этот каменный идол, тунах тешь бацаш. У них закрылся вот этот способ обзывать нас безбожниками, атеистами. Все равно дур царишь, но как-то получалось не искренне. И тут он специально зашел и со атеисту будет замазать даже на ярцами поведение. То есть со атеисту, и он так буквально за передачу раз 10 это повторял, в разные времена. Просто вот я, например, атеист был. То есть это как бы выглядело так действительно, как я просто решил, что он недалекий человек поначалу, а потом уже начал меня что-то подозревать. Вдруг он нас специально вот идут, что цачувал, который искренне решил послушать, что эти люди говорят. И тут кто-то заявляет, вот я, например, аутист, сразу утром аутист, Иланус, атеист, Ну, там недалеко ты ошибся, в принципе. Да, и не то, что атеист, а такой русский атеист. Вырезом вообще. Отталкивать, я же сандвин его швыряю, что Да, ты ночью как бы, ума да, церковь. И потом он какую-то совершенно дикую дичь придумал, что Иисус вылечит, да, Иисус, христиане, по той же точной схеме, опять-таки, это укладывается в канву, заходит какой-то ногчи, там, вываривается, что-то узнать, кто что, и тут же слышит, со христианин, со ишту, со вышту, он тут же сбегает, короче. То есть, как будто все, что он делал, ложилось вот это канву, подгадить Ешсанна. Я начал его открыто садим, короче, кегви, действительно, специально его штуцер или просто он недалекий человек. Вот Вот сейчас, я конечно, хотел к чему это все. Я на том стриме, я ему говорю, «Ну, вот эти, я говорю, для меня, говорю, такие как ты хуже, чем те, потому что у тебя, для меня твои предки предатели, а ты еще поддерживаешь этот путь, говорю, ну тогда предатели и предатели, мне наплевать, кто они там. У него одно место подорвало, там начал суетиться. Потом я пару дней назад в историю чеченцев в стрим захожу, думаю, кого-то послушаю. Валериус сидит по голосу. Но у него имя там что-то Чечня, история чеченцев, там что-то такое. Короче, они с ним, он им говорит, я христианин, они ему там рвут рубашки, доказывают христианство, мусульманство. Я понял про себя. Смотри, почему у этих людей постоянно всякие проходимцы вызывают интерес? Вот заходит какой-то проходимец, и вот им интересно этому проходимцу доказать, что он не прав. И они, наверное, я не знаю, я выходил, заходил, на часа два прошло, я выхожу, захожу, они разговаривают, выхожу, захожу, они разговаривают. И я ему говорю, Валера, говорю, привет, потому что он для меня после этого Валерой стал, ни по религии не подходит, ни по менталитету не подходит. Потом я один говорю, ребят, у него служили в царской России, и он говорит, да, говорит, мои предки, говорит, служили, говорит, в царской России, я там этим горжусь. И, короче, они его сразу выкинули оттуда со всеми вытекающими. И вот я подумал, нафига, когда вот ты говоришь, интересно такие слушать, да, такие заходят, но они неграмотные, они какие-то аномальные. Это не то, что твой враг какой-то грамотный зашел, какие-то просто, я не знаю, как их назвать, абсолютно неграмотные люди, но с той стороны. И вот всегда таких кому-то интересно послушать. Мы просто время будем терять, если таких слушать вообще будем. Хотя бы должен с той стороны быть какой-то очень подкованный человек, какой-то грамотный человек, а не вот это вот непонятно что. В свое время ценнее, наверное, чем их слушать. если ты взялся чистить вот этот божел, то не рассчитывай, что выйдешь чистеньким. И сам со всякий придурки спорит, приходится, что ты делаешь. Да кошмар какой-то. Даже здесь, и не сейчас, раньше заходили какие-то вообще левые люди и какую-то ересь несли. Уже, наверное, понятно стало, что он не в себе головой не дружит. Все равно всем было интересно ему доказать, что он не прав.
Так, букву Ч, давай включать их. FBI, то есть ФБР. ФБР, конечно же, вот и есть. О, FBI. Заметут. Так, Клаус Шваб, я не знаю, кто это. Тесла, я что-то давно не слышал этих выкрикивающих проклятия в адрес и смывающихся. Что давно, думаю, куда они все пропали? Видимо, трендер, да, это как мода прошла на это, видимо. И само, как-то это не модно и не работает, это только привлекает внимание. Так, Ламан, да, это наш, наверное, человек. Включим его. Я робот. Пусть Сергей Мокшмаши. Маршал. Валерия Тесла. Валерьевич Мудашилов. Да, цена гина барщина, то мусаки sana. Чат, говорит, горжусь своими предками, которые это в царской этой милиции были, бог. А ваши предки были преступниками, обреками преступниками. Да, этим конкретно было. Азба, ну хотя бы не предателями. Засланец. Серии Игнатьевич, будь гонимым Божчара, Ходайна, Амал, дискредитация, что и поселец он постоянно. Владимирович, Мусаки наюся подозрения. О, отцом прецедент, я вышел. Это правильно даже, что ты всех подозреваешь? Это тебе во вред не будет? Но Мусаки, может, эволюционировал. Ты даешь ему шанс, что он сейчас уже... Да, я его давно не слышал просто. Да, это же движение вверх. Тот, кто застыл, как там иди за тем, кто ищет истину, и беги от того, кто его уже нашел. Вот и сан, чего может он меняет? Эволюционирует. Как в том фильме Люси и Тесла, я забыл сказать, меня подозревают, вот как сейчас, и даже в тех чатах у них меня все вообще меня везде сначала подозревают. Я думаю, что за ерунда, не только вы подозреваете, а у них тоже меня подозревают. У тебя голос слишком, я не знаю, претензии на интеллект, голос такой, ты раздражаешь, видимо. Претензии на интеллект. Подозрительный. Я не чувствую у меня очень обостренное ощущение искренне лицо, я не искренне говорю. Я это до сих пор ни разу не обманывался. Конечно, я, наверное, когда-нибудь я промахнусь, и не один раз, но до сих пор я чисто по голосу, если мне неискренность скрытая видится, то обычно и получалось, что что-то с этим человеком не то. Засланец, неискренне, обманывает. Вот тебе как раз мы сейчас будем вопросы задавать. Давай. Так, давай. Берсер, искренний солдат. Берсер, не могу я сказать, мой кошки скребут, когда он разговаривает. Не искренне. Евро-доллар, искренний солдат. Конечно, нет. Это вообще даже не обсуждается. Евро-доллар. Это просто Дарт Вейдер, короче. Империя наносит ответный удар. А Бамба? Бамба это воплощение всего, это нехорошего просто. Это уже темный лорд, короче, Dark Side. Иди сюда, я покажу тебе темную сторону. Бамб. Come with me, I'll show you dark side. Это вообще темный. Он даже не разговаривает. Есть люди, которые вот хоть что-то истинно признать, это какой-то короче, у него этого нету, то есть он полностью абьютик,
вся его эта риторика как-то тебе навредить или как-то тебя обломать, как-то тебя это, в общем, нанести хоть какие-то, я знаю, 1000 порезов тебе нанести, защищать, кроме лжи. Бамба это просто такие... кроме лжи, он защищает Шварца. Да. Единственное, что он это делает, это вот это. Но он очень... Лучшее их оружие. Лучшее оружие вот этих наших противников это бамба, но и он просто не может с правдой совладать. Даже очень умный человек, средний тагуй, если он врать будет. Потому что у лжи короткие ноги, а у бамбы они еще короче. Ну, чуть-чуть по всем понятиям, масть козырную. Пикящий, червящий, царпыща, куда козы чужаешь. Да. Он против истины, как не хочешь, не попрешь. Заниматься самообманом можно. Ломать истину, а когда сталкивается на нейтральной площадке, то уже эта истина встает во весь рост и дает хороший пинок. Тузик истинный солдат. Тузиком я еще с первых его грузинских слов богатый, естественно, нового шпиона прислали. Очень дела наши совсем плохо. Do you speak English? Так, а то... А с Тумсо хотя бы раз доводилось дискутировать, или он вообще не вступает в дискуссии нигде? Он меня только там обматерил, ну, скажем так, в вежливой форме. Я его, он говорит, Грузия, ислам, я его ругнул, он ну, как бы, флегматично, короче, ваххабистский. Вот ответка у меня. Это единственный раз, когда я с ним вот сразу на нем поставил крест, понял, что это за чувак. Когда он еще в Грузии был, это... Да, только пришел он и раскручивал до уволи. Сега сразу стали ему звонить, делать его этим, короче. Новое это. Мы будем ими, а не ими, бадицу. Кончил он интенсивными ударами молотка, от которого проснулся. Сатинс Балбе Шуи в своем этом амплуа. По-моему, он потерял большинство своих, скажем так, чеченских зрителей. В основном тагаски, там, не знаю, русскоязычные, Ну, сейчас, наверное, якшается с русскоязычными вот этими. Вот, пропагандонными, ну, этими самыми. Дальше свою гнут. Русский православный, исламский гнут свой. Да, от него очень много осталось. Совместно с русскими. И раз ты можешь арбу, ты харшена, ты там бенишь, тестер, не знаю, имбилан, Путина, халифа Микшу уже, я не знаю. Говорят, 2052 году русских будет то ли 8%, остальное будет это исламское население. Я раньше считал, что это случится в 2080 каком-то году. А сейчас они из-за вот этой войны в Украине приблизили, из-за того, что люди русские убежали в разные страны, в первую очередь убили там, покалечили. Из-за этого приблизился этот момент 2052. Я не знаю, правда это или нет. Что купил за то и продаю. Стратегии, которые писали сценарий, чуть-чуть ошиблись, получается. Не рассчитали, что
эволюция прогрессирует. Да, дук могу многодетными вы Дагестан, татар, башкир, в общем, исламские многодетные, а эти умирают. То есть Путин, если доживет, он реально ему только останется, это сказать, шахаду сказать и стать халифом. И вот ему тогда ему все, короче. Бен Салман, исламский ум. Эрдоган плакать начнет. Ибраим, он мухит. Будет у нас Путин халиф? Обязательно. Я не исключаю, потому что как бы, Таким ну напором, куда, да? да, в какую сторону вот это повернется сейчас происходящее, в любом случае у него задней нету, потому что отходить некуда. Так, все там возможно. В смысле, когда перед выбором станет или черенок от лопаты, или ислам, он выберет ислам. Да. Ну, самое удобное мою, представь, возглавить всю умму, как бы, русскую, А российскую. Бен Салман, он что, позволит ему утекти в руки свой-то. Эрдоган тоже, глава мусульман, себя видит. Но они автоматически братьями станут. Автоматически перекрестятся, да? А там может, что где-то я заметил, как было, Эрдоган, тогда сирийский сираля, что цаласка баз, Эрдоган ушин хаят цар, хабат яхму бо, вок хажи. Типа выпустить небо. Буба, Хаспи, Эрдоган обещал что-то такое. По-моему, выпустить их оттуда. Скорее всего, да, Турция еще базы щенен себя, мне кажется. В Сирии будут... Захват им был нахбат, сунца хаза, то, что их езенашкай нах кетчабин. Нас и вчера из Волшатан поял хазабистак. Турцин, амабин, кетчабин, цешей нах буй. Что амабин, кетчабин, шухятся больше засунуть. Ебин турецкий проксишь обязательно хрму, там, не знаю, на каждые 20-30 человек турецкий, не знаю, спецагент watch, фирма батишь. Я имею в виду, что и Турции уже официально израильской базы ширятцыги, а Эрдоган базы ширю. Эрдоган Турции базы щице, Жужук его недовольны этим, они же зашли, взяли вот это Хамая голос высотый кусок Хамая цицар. То есть это может произойти столкновение между Турцией в Сирии и Что-нибудь, может, расскажите. Израилем. Тоже Интересно. это не исключено. Ну, туркши, османши, шахалхи, Зачем нужна история? будешь последние сотни лет, как вообще из них сделали хороших интригантов. Алейкум ассалам. Это растет далеко. Это выстрелок такая Ахмад Барик инде. Куча вера, машу. Ха. Ага, вот. Видео связаны с Ангиной и в армии Шварца. Мне кажется, да, ладу Шварца, что да, мега. Вацрон закаивается. Что замаскированный. Ибраим, он замаскированный, закаивается. Я вас уверяю, вот. Хорошо, торверзи русом. Такая видеосвязь, видео, он даже торверлирся. Нет, Ибраим, попался, ты его полностью сказал. И союзу видео, он напишет, что классно, канал что классно, видео я. Главная страница, видео, видео, Ага, видео є. Ох, що класно, Видео, точка Армати.
Тут чужко, само чукается на главной странице Ахмади видео, видите, ага, да. Ага, son kamjal tästä launta. Выбрать. Вроде бы он это. Микрофон, да я. Sitä potilaista. Muu yrittäjä, se on tai yksinässä. Сдаю это. Да. Тут режим этого суперадмина я могу тебе отключить. Видите, я на первой странице, чудесно, ну, я вас уверяю, вот это шахматист, швец, это мой подопечный, там, туда-сюда. А потом шахматист там говорит, как он, Ахмад Хаджи, фильм там, вот этот, короче, режиссерское дело продвигал. Кстати, Ибраим, и распространенное заблуждение, он что профессиональный шахматист. Вы? Видишь, так, как уман, значит, Пейден будет, например, что-то там управлять какими-то. Типа, сколько у них процентов мозг в отличие от другого человека, там, типа, на Нет, пару что шахматы лучше. помогают развивать типа стратегическое мышление, и они могут супер такими этими советниками у разных президентов быть, там, то все, может, и заблуждение. И вообще играть в шахматы, это для мозга хорошо, помогает. Но профессиональный шахматист, он ничего, кроме шахмат, не умеет. То есть это вся его это вот ресурсы мозга под это заточены. То есть Кхюман, Пейден, у вас даже хороший повар из него не получится. То есть он полностью вот забирается все его, у него в голове вот эти десятки тысяч разных вот эти комбинации, индийская защита, там гамбит, Руида, Лопеса, Хунядин, и все эти вот полностью профессиональный шахматист, вы на самом деле не годится ни для чего другого. Он очень слаб вне своей компетенции. Очень силен именно в этой компетенции. И что любой профессии он слишком умственный был, он слишком, и профессия амин, ты не этот, у тебя просто нету этого лишнего места на жестком диске для чего-то основательно, для чего-то другого. Но существует заблуждение, что профессиональный шахматист, значит, стратегических преимуществах идет. Да, лама, окружение. Ешь мадрас. Да, лоханулся, да. И окружение Барсон, он регион собрательно. Кино я отшел, Ахмад Хажин. Вор князь Турлов, вор якутский Алмаждиш, вор. Ах, молодца, ехали, Албешмути, это угори скомпрометировать Мелвинулс тогда. С Камилу Гаиш, он саауиш, короче, Балбина Бош, Лёв Мутицу, нахуй яйцу. Це ж малий Кутаев, казацкий атаман малый, по-моему, так, казаки считаются за какой-то дружбу. Они его атаманом сделали. Да, и получается, у него эти самые главные советники это мула, хабашитский шахматист, казацкий атаман и князь. Нарочно даже не соберешь такую команду. Цивилизация дадешь много, нахуй, что на самом деле hoe oud is zo heel erg met veel onschuldig aan. Дела, чего метко подметить надо. Команд, чего вам я действительно. Рейтинг Йонсон, кстати. Конечно, Магнус сегодня Яцу. Арбузов, но все равно довольно хороший рейтинг у него, я ошибался.
Думал, он там где-то по 1000 с чем-то, а он за две штуки его рейтинг по шахматам. Не, içinden спорится, дура, зам, дик шахматист был там, может, дик не режиссер был там, там разговор дать. Но скомпрометированный мой, и даже после этого клетом чуян и валах, ну и я раскаялся, покаялся. Клетом чуян, он уже скомпрометировал себя, да, и видео, и сразу сам их батаю. شاهنادن عمد عشان كنو يا أخوة شهر وجواب وشبرديتم وطقة عن يوخ إخواتيش он же, ну, якорь хульдается, он тебя постоянно тянет на дно. И мы, и проблемы. Амады не так, шум сараем, сарас. Покаяться за Ешуа, типа я ошибался, чтобы сбросить этот груз и как бы с нуля, с чистого листа начать. Даже цу идичи даже баасам, да, все равно, вот он дысу, вот он, да, дышча, он халду и так подозрительный, ну, мелду он царили иногда. Вот еще с начала 90-х, да, инзар яка подозрение щуце, Амад вообще-то 94-го года, Савен уша был, шабардицам так досум, там видео, еще я там своими делами занимался в Москве, короче, да, Сабош. И в 94-го года, что Хавианира, вот так, и смотрите, что министр культуры Болгар, и вот Первая война началась, так, Царсон, я не знаю, сошакую, что штука сейчас решил. Кажется, в эту странную компанию шахматист, мула, князь и казацкий атаман нужно добавить еще Тумсо и Шмакова. Так, короче, полный full-fledged компания. Full house. Да. И full молот хаоса. Бедлам, говори английский мот. Хаос вот этот. Да, бедлам, юх. Хаос, ну действительно, full хаос. Закономерный full хаос. Я понимаю, тайный советник, там, Милусахаш, да, да, вот и конту, подвиж, а юхе хватит, он нахуй лето гочлил эту бацов из-за того, что, или, ну, умшин бандош, это постоянно создает проблему, но я твоим советом буду прислушиваться, то есть, поэт Хабиса, пускай гождать, то, верса, классно, то вацко, но держи, да, тут аборт и нахуй, что ген бочу, что дать, латуш, балари, клетор, ворсу. Ну и что, баба, на витрину вам охошеницу, сейчас берешь с этими черными пятнами, да, и куч мышей создает духовое. И да, Тесла, и Хавделдл, и Трощев, Ачи, Грачев, Уерса, и Кутаев, Дицан Хеллера, да, Сасум, Хазмахазе, Кутаев, Сидюч, и сейчас Чуцевит Нер, да, Сабов. И у меня постоянно вот вопрос, короче, в голове крутится, да, и ну, вообще худеш вор из Грачев цени, да, и ну, мечерел из Грачев цени и тесные отношения. Верса, и Грачев Милоин, свой индийцу, шалдать, масамахаш, ну, соли, наги Милоу, так, и Грачев ценного, герт, хаху вообще алшую, да, и вопрос, кол малая, да, и так, и Цурил Лилошкач, его, все эти его действия уже под подозрение попадают. Да, вообще, он давно помер, его нету, никому не интересен, что с ним. Юг и хала, там, очистить его странно, да, действительно. В чем смысл? Не он виноват. Да, виноват. Я бессмысленно. Как будто какой-то интерес есть.
Сум حاجة تسوقها ищется и статус, что я даже с самим Грачевым разговаривал, там с ним водку пил, а он, когда уже там пару рюмок пропустил, мне там такие секреты рассказал, бог. Ищи статус, я ж хамял, ну, Сукьетер роль опять и хамяла за обычного вот так дяшдавари, но этот претендует на политика, а на самом деле он шадыги хамял за обычного простаку, Цюнха башлуцу дючдыш. Так, и с этим, короче, да, с грузом вот этого простака он лезет в политику. Так, ведь Турцию веди, короче, говорю, между чувак, короче, надо армянки, короче, границ дуарот, я лама зляш, да, самой, на политику, уагать, вот так, и ты видео, шарю, короче, я думаю, сюда, реально, это на статус, яц, как вот, на тракториста, короче, уаял ваш, Не, из-за уже исламский мученик, он пострадал, что Элла Цегинов вообще до Сатир Хачуаха Эхен Шагой Чорка Синя Чишен побоище на Бог. И тана волшах тана за столом аж тебя хахик то уэйцэр дабуа бахандат в 44 году. Уэй дабуа гана бахана уэй бусал пхалар. То есть, потому что мы мусульмане, из-за этого как бы дабуа хлапает. И в этот момент Шюли стоят в сторонке вообще, в уголке, и курят нервно. Коэлэр, Я ж вытек милу, диктаторец. Кутаев Бош, и Укинс на политической арене политических исламистов нарисовать себе. А мир кормал. Ну, ой, ночью у Бош. Ага, сон, что одногодный царь сон. Ночью у Бош. Он был вице-премьер Масхада Хуй. При правлении Масхадова вице-премьер Халуи, потом теканул в Россию и все время, во время войны тяга Аину из казахский язык возглавляет атаманство. Президент народов Кавказа туда-сюда и организации возглавляет общество. Ибрahim, это вице-премьерская должность, и мац тогда удочерни, мац чак, я том чак бала слята, ну, я чит он дабо бала чол, он дабо бала схалуй. Вот там я не знаю, когда он тянул, куда он делся. Ну просто сам подумай, что вице-премьер, вот, что он Русской Федерации. Хамел Аишу, он простой рядовой, да, я простой рядовой, ты простой рядовой. Хамел шансу примерно. Да, истедалош, хочу крисовис, да, сонда видео генацию чували, ничего подгудовя, да, эрвечте, да, из-за цави, да, и там марлелых штаса, короче, там, штаса, курбарцига, юга, Инсучах клоняся Ульянове, да, он ешуса, где я прописан, короче, цигай, отмотайте ешуса, короче, удошный срок холерер, казинсон не издагдала, а олко, и да деза, може, ничего, да, орказ Ульянове. Так, по ходу цигай, пропискаю, да, вот вопрос, и мух, и да, вице-премьер Халар, еще берешется анцаустан юхе полтях болош халюч дакуш суфт дагмадой так языка хахула бич мовасери так он нормально это вообще на самом деле логово врага да он цыгаши нормально
Nu, it's Ahriet's Kaderu Cinia Watwallets. Сия есть великая тайна. Только Шмаков может нам её рассказать, открыть. Але и Ландсбергес, вице-президент Литвы. Вот приход, чего Вок соглала, как бы у него еще котелок варит неплохо. Курочки, Мари, такая всегда была. Интервью вечер. Ухо, якутские алмазы. Можешь приложить, да? Когда Запомнился, президент Ламу. Ибраим, когда это было? Где-то там. Эх, шалгам, нахуй щеду, штильбал не хочешь из волчка. Чун ты подняться, давай ощутить, он стал интервьюш, собеседование. Ухо, Я не слышу. нормально, считаешь, я шел, якутские алмазы. Может, того природное. А глубокий, в чем смысл этого подкола? Tēvs ääski kredītieši homstīts intervjuš. Заставил Россию эрлахка $1 дать. Он, короче, его России, да, короче, якутский алмазы шатаду. Нефть, он его нашу часть. Шей почал, шелша, армянши, примерно Юрий, короче, Ресня, шей кусок пирога хайвахшбу, да иттеш буба, а только составит, он сейчас к этому, к разделу пирога и управлению допускать, так, потому что целится интервью. И это пошло мимо эти якутские алмазы. Это еще до того, как Украина война началась. Да, да. Он До там того, как в России находился еще в тот момент. Да, он там Ахаим никуда, Кавказ, мы чеченцы, Кавказ из России никуда не уйдет. Нас, короче, никто насильно не выдавит. У нас тюменская нефть, наши якутские алмазы, наши, бог что чисто, короче. Кстати, вот риторика террористов. Бяхман был, что это... С риторики, а созвучите на вопрос, Типа, раз ты херош ухо, да, не, да должен Аллах, да сейчас, короче, давайте отделяйтесь от нас, короче, и али, да, диндер ас и алшен, не убыч. А потом резко из него стал враг Путина и Кадышки. Не, враг Путина и Кадырки, 23 февраля праздновали, а чувствовали Мэрисон, резко удивительным в нем, что он исламистом стал внезапно. Вот такая трансформация самая. Шмаковым, понимаешь, как с этим, потому что тоже был этот зам директора этой электросвязи, потом внезапно стал глубоко верующим, искренним ваххабистом. Точно так же тут ходит, короче, казахский атаман, революционер и сиделец за 23 февраля. Я ж тебе дуючи магазин за 23 сидя, дуючи магазин, что хуярсыз и бусал долдев. Даму напряженно, хотя баханда, то есть откровенно введение в заблуждение молодые общества. Ваххабистский, да, нарратив. Он бежит, бугаспевый, бусул, болдел. Тесла. Давайте я, может, когда-то где-то года полтора назад кое-что мой родственник написал про чеченцев. Уж прочитать я сам не читал. Сейчас нашел это у себя в папке. Что? Прочитать? Я не знаю о чем, но что-то про наш народ. Тут немного, да, но давай.
Раз тут особо-то нет каких-то тем. Это должен знать... Сейчас я PDF открою. Это Word. Это должен знать и помнить каждый в войнах. Чеченец или ингуш, имеющий тукум-то и прод отца и имя. Наш малочисленный народ столетиями противостоял царской России, противнику, численность превосходящему нас сотни раз. И несмотря на разрушительные войны, мы сохранили себя. В советское время, в 1944 году, по выселении с родных земель, наш народ лишился домов и имущества. В тот период в результате убийств, насилия, нищеты и морозов погибло около 400 тысяч человек. Спустя 13 и более лет по инициативе Хрущева, спасибо ему, чеченско-ингушскому народу разрешили вернуться на родину. В 1994 году мы не в равном бою с Россией пережили десятилетнюю войну. Военные, используя авиацию и артиллерию, бомбили, взрывали и разрушали до основания все дома в городах и селах, в которых находились мирные люди и дети. Некоторые села стерли с лица земли. Военные действия сопровождались убийствами мирных граждан, пытками, насилием женщин и грабежами. Погибло больше 300 тысяч человек. Многие пропали без вести, многих безвинно заключили в тюрьмах. Что нам еще надо? Чтобы мы поняли, отрезвели и знали, что враг, кто враг и от какого правительства исходит зло. Простой русский народ здесь ни при чем. Сегодняшняя якобы нормальная обстановка в Чечне – это узаконенное насилие над людьми, где расцветает подлость, высокомерие и углубление над чеченскими морально-нравственными устоями. Отрицательные нормы поведения, неприемлемые во всем мире, в Чечне приветствуются кучкой подонков и навязываются растущей молодежи. Гордость в войнах, в древние традиции, обычаи сейчас публично нарушается представителями на власти. Это намного хуже, чем то, что мы пережили. Сейчас куда-то делся. Секундочку. Ой, тут рубанул. Секундочку. Это намного хуже, чем то, что мы пережили в войнах и при выселении. Раньше войнахи для того, чтобы кормить свои семьи, должны были работать в царской России, в СССР, в России и в других странах. Многие сыны своего народа, находясь у власти, занимая и средние, и высокие посты, имея возможность издеваться над слабыми, никогда не опускались до такой низости. Они соблюдали традиции, древние обычаи своего народа и помогали своим. Они знали, кто они. Это не только правило чеченцев и ингушей, это святое правило людей во всем мире по отношению к своему народу. В нашем случае марионетки получили власть и деньги от России, забыли про свой народ и стали по указке сверху убивать, пытать, грабить и оскорблять своих людей и свой народ. На Кавказе завоеватели никогда не имели столь явных проституток, как в Чечне, которые вышли замуж за Путина. И это среди наций, которые все уважали за то, что она жила без князей и господ, а люди уважительно относились друг к другу. Что с нами происходит и как это понимать? Теперь по существу. Во-первых, Россия всегда имела и сейчас имеет в запасе халуев, завербованных агентов ФСБ. Одним из таких был Ахмат. Предатель не может носить имя Хаджи. Его сын вместо Ахмата Хаджи называет его Ахмат Сила. Но ни он и ни они не сила. Сила и одновременно подлость – это Россия, большая страна. И не будь этой России, мы бы посмотрели, что они из себя представляют. Особенно те собачки, которые, чтобы выслужиться перед Рамзаном, где попало, кричат «Ахмат Сила». Ахмат, чтобы понравиться президенту Масхадову и войти ему в доверие, по несколько часов в день, как рикша бегом толкал коляску с моложавой женой Масхадова, когда они были в Мекке. Ему больше подходит имя Ахмат Предатель или Ахмат Рикша, но не Ахмат Сила. Ахмат Рикша, когда настало удобное время, вышел из конспирации, и открыто заявил, что он за Путина против своего народа. Он предал всех, свой народ и Масхадова. Он поименно знал каждого боевика, их семьи, их родственников, где они живут. Он принимал участие по видео смерти сотни чеченских боевиков и их семей.
невиновных граждан, стариков, детей и женщин. Более того, он совместно с Имаевым Усманом Касимировичем организовал и подложил маячок, по которому с самолета была запущена ракета и убит Джохар Дудаев. В 1991 году Имаев Осман был действующим агентом КГБ в Африке. В период смены власти в Чечне его перекинули в Грозный, чтобы внедрить своего агента во власть. За него по приказу ФСБ ходатайствовали генералы, друзья Дудаева. Они ничего не подозревали, дали ему должности министра юстиции, председатель Национального банка и другие. Когда Имаев свою миссию закончил, ФСБ вывели его из игры и придумали легенду, что якобы Имаева куда-то выехал, где-то его убили. После этого взорвали его дом в Грозном. Нет, он не убит. У него другое имя. Он продолжает свое черное дело в ФСБ. Это будет до тех пор, пока его не настигнет кара. Салмана Радуева подло сдал российским властям его водитель Делимханов Адам по требованию Ахмада Рикши. Все эти сведения перед своей смертью сообщил генерал ФСБ. Кроме того, вся республика знает, насколько порядочная мать Делимханова. Интересно, Делимханов знает точно, кто его отец? Предатели, продавшие свой народ в минуту опасности, продадут любого. Поэтому Путин использует их до поры до времени и уничтожит их, Ахмата Рикшу. Никто, кроме военных, не имел доступа к стадиону, где под жопу предателя подложили бомбу. Не наклонись к нему Исаия в момент взрыва, он бы остался жить. Ахмат Рикша проклят чеченским народом во веки веков. И мрази, и трусы те, кто его восхваляет. Во-вторых, сейчас республикой руководит ставленник Путина, выродок от поганого отца. Подонок и одновременно рад, где возможно и невозможно. Чтобы его услышал его хозяин, заявляет: Путин красавчик, я его пехотинец, я его холоп. Он делает все, чтобы лизнуть его задницу. Никто в мире не восхваляет тиранов, кроме рабов. Подонок знает, что его отца убили по приказу Путина. Где его гордость, где месть, где его мужское достоинство? Он трус и значит вдвойне раб. Рабы есть и в других странах, но таких рабов, как в Чечне, которые до ужаса трясутся перед своими хозяевами, с одной стороны, и высокомерные со своим народом, с другой стороны, нет нигде. По намеку Путина подонок и Делимханов организовал убийство Бориса Немцова-Ефимовича. Они убили человека, который в период войны в Чечне организовал в Нижегородской области, где он был губернатором, 1 миллион подписей, чтобы остановить войну в Чечне. Убили Анну Политковскую, женщину, которая открыто защищала нас больше, чем мы сами себя. Получается, что это наша благодарность людям, которые всеми силами старались помочь нашему народу. Убийцы Немцова, Политковской и других оскорбили чеченский народ. В нашей древней истории такого не было и не могло быть. Русские должны знать, что виновный в этом являются кровниками всего чеченского народа. Они на учете, они ответят за свои преступления. Подонок думает, что может увековечить имя своего отца, делая статуи, вывешивая портреты, присваивая имена улицам и площадям. Даже исторически древние названия футбольных команд Терек поменяли на имя Ахмат, на имя предателя. Этой футбольной команды уже никто не интересуется. При любой возможности люди плюют на все, что связано с Ахмадом предателем и Рамзаном подонком, как в свое время плевали на памятник Ермолову, который затем снесли. Вся эта история с памятниками, картинами, названиями будет стерта с лица земли Чеченской Республики, как стерли имена Сталина, Ленина, Гитлера, Берии и других. Улицы и площади будут переименованы в улицы Немцова, Хрущева, Политковской и Дудаева. Будут увековечены имена известных чеченских ученых, деловых людей, спортсменов, тренеров и достойных личностей. Люди помнят и не забывают тех, кто ценил свой народ, обычаи, равенство и справедливость. Подонок для поднятия своего авторитета приглашает республику известных зарубежных спортсменов, звезд эстрады, которые к чеченскому народу не имеют никакого отношения, и тратят на нее десятки миллионов долларов только за то, что они приехали на 2-3 дня. Дарят им машины, дорогие подарки, при том, что собственный народ без работы выживает кто как может. Каждый из нас должен вспомнить, что Дудаев и большое количество войнахов
и друзей из других республик, и мирное население погибли на войне за свободу Чечни. За что они воевали, за что они погибли. Это оказывается для того, чтобы власть досталась этим проституткам и женам Путина. В-третьих, я думал, это короче. Подонок, опираясь на российские военные части, расположенные на территории республики, окружил себя жалкой трусливой мразью, которую по его приказу лезут из кожи вон, чтобы быть первым, убить или пытать человека, побрить свои головы, подставить ему свой зад или своих жен. Некоторые из них получили звание героя в период войны между Чечней и Россией. Вопрос: они стали героями за что? Что убивали захватчиков их родины? Нет. Они выступили на стороне противника, как раньше выступили против своего народа предатели, перешедшие во время Отечественной войны в 1941-1945 годах на сторону Гитлера. Мы знаем, что с ними стало. В Чечне героями России стали те, кто убивали и пытали, грабили свой народ, чеченцев и ингушей, в угоду власти России. Все чеченцы, получившие награды Героя России на русско-чеченской войне, преступники. Их руки в крови, и их настигнет кара. Никто не будет забыт. Теперь Делимханов организовывает толпу из шакалов, которые, как русские скинхеды, избивающие арматурой кавказцев, нападают на чеченцев, чтобы избить и ограбить, несмотря на то, что... дальше нет. Это не война, это шакалы, это отбросы и мрази. Они воинственные и смелые, когда в кучке. Каждый в отдельности трус. Тех, кто против них проявил недовольство, шакалы требуют наказать, показать лицо, привести к ним немедленно отца, мать, жену, детей. Это они делают с очень дерзким орлиным взглядом, чтобы запугать народ. Однако их орлиный взгляд на беззащитных людей перед Рамзаном потомком сразу же меняется на рабский. Шакалам не понять, что у настоящих орлов даже при смерти остается орлиный взгляд. Разве они чеченцы? Они должны знать, что их жены, если не проститутки, как и они, а нормальные чеченские женщины, ложась с ними в постель, знают, что их муж на самом деле не тот мужчина, о котором она мечтала, когда росла в своей семье. Мусульмане по 100-200 человек делают зикр и бегут на избирательный участок, чтобы проголосовать за убийцу их народа Путина. Лживые муллы мусульмане по 100-200 человек, лживые лицемерные проповедники, чтобы заслужить от подонка снисхождения, пытаются его сделать святым. У нас испокон веков не было такого. Так. Изложенное здесь не нуждается в доказательствах. Каждый чеченец – свидетель многочисленных фактов беспредела и преступлений подонка и его окружения. Каждый чеченец все это знает, помнит и будет помнить. Народ с каждым днем в ожидании своего часа становится все злее и злее. Такое разве можно забыть, особенно нам? Придет день, расплаты наступит, их время начало тикать, обратный отчет идет. Мы, чьи отцы, братья, сестры, дети, убиты подонком его кучкой преступников, и истинные чеченцы, всегда будем за их спинами, чтобы нанести удар. Жизнь не стоит на месте, время идет, все меняется, власть тоже будет меняться. Путину под силу продлить сроки президентства до бесконечности. Под силу ли ему продлить свой срок жизни, отпущенный Всевышним? Подонок и все его окружение для простых русских и людей других национальностей в России и во многих государствах мира нежелательные персоны. Придет время, когда всем придется ответить за свои преступления, и в этот период они не найдут места, где укрыться. Монахам в такое подлое время нельзя отсиживаться. Это важно для погибших и нынешних наших отцов, матерей, братьев, сестер, детей и жен. Если кто-то ничего не говорит и не делает по имеющейся проблеме, он является частью этой проблемы. Никто нас не простит, если мы не сделаем то, что мы обязаны сделать. Нас будет оценивать по тому, как мы защитили наше будущее от конченных трусов и мразей. Мы должны помнить, кто мы такие, чеченцы и ингуши. Мы войнахи, чеченцы и ингуши на протяжении веков с момента своего существования имели одну территорию, одну веру, один язык, одну культуру, совместные семьи, дети, совместные
беды и радости. Мы столетиями всегда были рядом и помогали, и сейчас обязаны помогать друг другу, как это делали наши предки. Мы были и останемся братьями. Любой чеченец или ингуш, пытающийся оскорбить друг друга или возвыситься на национальной почве, сильно ошибается за то, что это пришло ему в голову. Нельзя допустить, чтобы наши деды, если поднимутся из могилы, увидели, как чеченцы и ингуши в угоду предателям сеют между собой розни. Нельзя, чтобы они сказали: это позор, мы так не жили. Лучше, если бы мы это не видели. Верните нас в могилу. Так. Все. Александр. Мусаки Диказинер, но замечанию Немцов и Хрущев Бодегич. Давал уже Немцов с подписью ночью был Томсусу без Алгулиниацер, это раз, потому что они за своих мальчиков боялись. А во-вторых, Юлавия, да, ночью во славу русского надо оружия, тут возрождается русская армия в Волжь. Шел там был Ханимёцин, согласовали, ага, Бакалш, Шаин, Стагу и Немцов. Это немцовца вера. Гадюка убила жабу, или жаба убила гадюку, и Адоис. А Хрущева войне надать. Хрущева. Вместо Хрущева там Абдурахман Авторханов, наверное, себе, ну и Нагасан. Хрущева, если там упомянули, что он там дал чеченцам вернуться на свою исконную родину, а его это не было. И не из персонажа, это на Авторханов. Когда он проделал очень много работы на Западе, ну и чтобы вот... Это не я писал. Не, свободу, не хрецу, а я деняться, но просто... Нет, это вообще-то в целом дикязиню, доходиком жду себя, смело я знаю, буду здесь. Но и защита глохрадна. Хуй за сучу. В любом случае, по поводу Немцова боялись за своих мальчиков, они же против войны были, какой бы у них повод не был. Ни чеченских, ни своих трупов они не хотели. Он собрал 1 000 000 подписей и завалил. Это Не, изначально Немцов, из-за он этого полностью... Изначально Немцов полностью сидят потом путинец Шучев Володь. Сега, что пересматривать этот случай. Опять-таки, войду, вот путинец, разборчий. Путин откровенно посылает вещи, что поэтому они руками, ну, во всяком случае, нам преподнесли, что руками Будулаков они его загасили, хотя там неизвестно, там, скорее всего, их собственный какой-то русский профессионал его убил. А вот эти дебилы полоумные, как бы их заставили взять на себя ответственность. Ибрин, в Чечне возрождается русская армия, а немцев. Да. И во время Второй войны, он сказал. И, короче, в начале еще и Путин айдали лучше полностью, никого отдашь, что Чечня мочить, поддерживать, ну, и потом уже разногласия пошли. Вот мне интересно, кто автор вот этого произведения? Один мой родственник. Ну, что просто там в войнах и воевали там туда-сюда, вот я чуть-чуть не понял вот эту риторику, это как бы уже автор как будто он ингуш, значит. Ну, если бы ты с ним общался, он тебе объяснил, что он имел в виду?
Так я тебе не могу донести. Я только дочитал, прочитал. В Чечне Нет, возвращается Чубайс. он не Чубайс. Не, в войнах у нас были, понял, дочь. Года Бехкин, Духакенти, потом во Вторую войну я лично сам видел в войнах, в которой Старопромысловский Тигаин был, ну и уже там такой радикальный жамаатовский движение Шухабад. Тем не менее, ну, имеется в виду, как бы это же все-таки чеченская национально-освободительная борьба, и у нас были и войнахи, и частично потом во Вторую войну там, я знаю, Швили туда-сюда ушло, потом 12 или сколько там украинцев было в Первую войну. И момент шутига, но все-таки чеченская национально-освободительная, это Типа ты говоришь, там вместо войнахи чеченский термин употребляют, ебать. да, как бы чеченцы воевали за свободу, за освобождение, и в войнах и тоже помогали. Да это не имеет, думаю, значения особого. Просто, как сказать, была тишина и решил что-то чем-то забить ее. Нет, так-то очень Виктор, интересная статья, просто все там верно сказано практически. да, моменты вот эти мы покритиковать же как бы имеем право, да? Чем мы и Да, занимаемся. конечно, А так, просто это же не последняя истина. Просто человек, видимо, дописал то, что на душе накипело. Нет, статья верная, смелая, правая. В большинстве своем. просто и моего лет, я тоже не знаю, насколько это, хотя первый пестельный извор, первый пестельный череп, тоже, короче, там религиозно, линия гнут теш, но эспеш, далее, но автор пишет, как будто бы он куда-то, как вот про Джахара говорили, куда-то, на курорт, на Оган, тебя Ашсан. Тоже точно без информации, просто так книгу, если писать, что он Петр Бог. Потом его в дневники записывать, и его тоже. Не знаю, как будто предвзятое отношение. В общем. Хотя я не могу его не оправдать, не отрицать. Ну, просто и Гебнюк, Колш, там, Джахара, там, подтянуть, видно, точно. Насколько Лелурор, я не думаю. Что за Имаев Усман? Я же не смотрел какие-то имена, я первый раз их слышу. Министр юстиции был, говорит, что он его там, типа, что он там Ну, написал. грамотный военный Луис, он вообще-то не Гебнюк. Не знаю, откуда у него такая информация, у автора. Сам он военный. Военный Луис, военный Автор, профессионал, скажем так. Ну, Деш. автор в свое время был советником Джахара. Ну, советник Джахара сейчас возле там Кадыра тоже крутится. Не, он не кадыровец, ему 85 лет сейчас. Пьецо дал духовой, я просто сюда возле Кадырова проходил, и возле Дудаева проходил, где-то там советником был. Ну, как бы аргумент, Я не буду говорить, кто он был известной личностью в довоенной Чечне. Бог, да. Элита. Я говорить не буду, просто я не знаю сам этих людей. Кто такой Имаев? Ну, Хазым, первый раз я сейчас слышу.
Ну ладно, значения не имеет, он вышел отсюда. Я его не знал, и Ну, там в этом, в Ютубе пропиши, и Маев у этого, у любимого он там хорошее интервью дает. Такой грамотный, начитанный на тот момент парень. интересно, почему он тогда о нем так написал? Начало. Надо будет спросить потом, как время будет, возможность. Ну, насколько он Тагибнюк, я не знаю, не да, не нет, говорит, ну просто автору и уверенно, Витер, потом как будто бы его надо تقيل كشتن o جخر لات دوقز دويش مدري تنا إدي جوار تاريخ ويشوي نبيلم كنيتا تنا قيل ويلوي هنالنا Разве не Радуев также об этом говорил и клялся на Коране? да, не только Радуев и Дигов, они в связке это говорили. Ima se Davigan vojna glasnost, rask Davigan. Гулари Руис, по-моему, Гулари Румацули. Ну, где-то, да. Хамбирзи, Гулари, ну, по-моему, Гулари, я не знаю точно. Хамбирзи или Гулари, по-моему, Гулари. Вот это бяхкан, Davigan, тем больше не мичванцев воин цели. Автор пишет, что он лишь такой, кто его знает. Наверное, у автора что-то есть, значит. Не просто так же пишет. Да, автор минутах. Автора тоже надо проверить. Да, и Мадуи, там автор какой, не Ну, обязательно он автор. подозревает, засланчик лох с КГБ написанный. Не, автор не обязательно. Мы сейчас то халалатин, хуй из паранойи латаешаться, не обязательно автор там гибняком должен быть. Но автор просто предвзято может к каким-то личностям относиться, мы не знаем. Да, может, но видишь, это же к сведению, чтобы каждый, как сказать, какие-то выводы сделал. Посмотрел, почитал, поинтересовался. Если он такие выводы сделал, нафиг мне такой автор и его книга нужна. Им часть, откажемся от этого, но он самый антивоенный был и против военного решения этого вопроса и лишился на полгода прямой связи с Ельциным, да, из-за того, что выступил против военного агрессивного милитаристского вмешательства. Целый губернатор Волжи. Что отчасти и побудило Ельцина потом заключить на некоторый срок мир, пролететь там в Чечне, объявить об этом на самолете. Когда на этой хронике виден с ним Немцов, он Немцова взял с собой в эту поездку, потому что он на него повлиял. Так, кто там говорил плохо о Немцове? Я сейчас включил Немцов в войне в Чечне, он говорит, я против войны. Первый день написан Борис Немцов о Чеченской войне в день ее начала. Я, говорит, против Чечне войну, нельзя эту выиграть. Где он там плохо? Да. Но он говорит, я против войны, нам не нужны цинковые гробы наших мальчиков, жемчужные. Какая разница, если человек говорит, что он не хочет войны? В конце он добавляет, должен быть порядок конституционный. Но он говорит, я против введения войск туда. Что еще надо? Вот у меня только что, вот у меня открыто сейчас. Он говорит, я против, чтобы туда вводили войска. Его апдейт Шуцига насчет Второй войны свои видео Лёх Шварц, он казаться удивительно, да. Я просто могу вам сказать, что такое 1 000 000 подписей. У меня была работа, связанная с подобными вещами. Это огромный труд. Огромнейший труд, просто колоссальный труд. 1 000 000 подписей это собрать, это нужно огромные деньги, чтобы их собрать. Просто нифига, миллионов, сейчас 100 рублей вам надо будет, чтобы 1 000 000 подписей собрать, если не больше. Как он их собрал, я не знаю. Губернатором он тогда был. Как он собрал подписи? А проблема для губернатора собрать подписи.
Ну ты когда-нибудь подписи собирал? Да зачем мне? Он губернатор. Для него собрать подписи это не проблема. Ты когда собирал подписи? Ну нафига мне тут? Я не соберу это 1 000 000 подписей. Ну, я вот Если имел, бы ты я говорил, губернатор у меня было... дал задание, блин, дал по регионам, дал задание, а губерниям собирай подписи. И все это собрать проблем нет у тебя, он для него там, он начальник там губернии. Просто решиться на это, даже это, да, это нужно иметь какую-то смелость. Не, просто вы когда говорили, что он там забыл, я только пару высказываний услышал, несколько, 2 или 3. И во всех этих 3 он был против войны. Я подумал, Ну, может быть, я что-то не слышал. во вторую волну он уже поддерживал все это дело. А где он поддерживал? Я вот я сейчас смотрю в Ютубе. Я тоже, честно, про Вторую войну не видел, не слышал. Сейчас я в Иллах просто мастью Ашуса и... Подожди, как называете? Вот я в Ютубе Немцов о войне в Чечне. Ну что, Вторая война, что ли, называют? Ну, когда найдем, найду, потом по ходу я скину тебе отзову. Я ни разу не слышал от Немцова, что он за войну был в Чечне. Нохче вина Бог Багдадцуху Элла, нохче вина, винаш, да вот сразу в те времена Милорд, охранник один Путина, он полцана, губернию его поставили, какую-то губернию руководителя. Вы найдите, пожалуйста, где он плохо сказал, потому что если он плохо не говорил, а вы на него ополчились, это ненормально. Да. Разве Немцова не убили? Найдем тебе. Сейчас не помню, что он говорил, но он что-то там говорил про войну, что-то там. Так я слышал его раза 4. То есть я касательно войны в Чечне я слышал 3-4 раза. Я это тоже видел, но я также видел и другое, где он, говорит, это я раньше так думал, туда-сюда, что-то там. Ну давайте найдем. Примерно Иван Доксун точно гений Хэсуница, Лёшуса видео, это не слушаю. Ну, в принципе, логично он говорит, да, это может быть, скорее всего, и что думаю. Vision İbrahim'e Harion'u duybaya. Milho Giyashun, Arif. Люх Шуксов, Немцову, Энтие Дакуш. Да, елши. Во Вторую войну, что объяснить, да? Тахан ты хочешь, а вот как говоришь. Все ищут, что ли? Фармат, я тут на канале был, там тебя хает. Он такой, он секой, ничего не понимает, нахватался верхушек. Сейчас, секунду. Так. Канал «История Чечни» называется. Там они о тебе не обсуждают, но кто-то иногда заходит и начинает о тебе поднимает какой-то, в общем, что-то о тебе поднимает. И Валериус там тоже, кстати, по тебе там плохо выражался. Валериус, это который христианин-чеченец? Да. Он выражается. Динтаама, да? А он говорит, нет, он какую-то, говорит, ересь несет, Пармент какой-то, Джоанни, говорит, он что, с ума, что ли, сошел? Какой, говорит, Джоанни? Я вот это по Джоанни у тебя не слышал, эту лекцию. Я слышал там что-то от других, но сам не слышал. И, в общем, он говорит, нет, я скорее, говорит, там, не... В общем, что-то он там говорил. Я сейчас точно не дословно не помню. Может прийти и, опозорить меня, доказательства предъявить. Да он там он говорит, он меня, говорит, Пармент уже несколько раз даже блокировал, выкидывал. Ничего себе. Да.
Это вот на этом канале его заблокировали. На этом канале тоже выкинули его оттуда. За что? Да он Цапкурбич, а чего начинает... Слушай, он говорит, он говорит, я говорит, горд, я вообще шокирован был, честно говоря. Он когда про Христа там рассказывал, мне это без разницы, я просто говорю, ага, Валериус, тут просто не та тематика, неинтересная. Это ты можешь куда-нибудь там пойти к христианам и рассказывай, потому что чисто вот неинтересно. И он начал говорить, что-то мы с ним сцепились, он начал говорить, мои, говорит, предки, они, говорит, служили царской России, я, говорит, горд, а ваши предки были обреками, обреки, как их там называют? Бегщики, да, бандиты. Бандиты, да, бандиты ваши, говорит, а мои там такие. Я говорю, ага, теперь ты вообще, говорит, опустился. Ты, говорит, не среди будулаков тебя гнать будут, и среди нормальных чеченцев Ну, тоже. тогда ты либо бандит, либо крепостной крестьянин. Ну, если не царской семьи, конечно. Так я ему говорю, что я ему говорю, иди туда, где христиане, ты же там, ты же горд этой всей темой, там тебя ждут, говорю, что ты вообще тут на этих сайтах делаешь? Он самое интересное, в этот стрим зашел, у него не Валериус написано, а написано история Чечни, там что-то такое. И что самое интересное, его спрашивают, как тебя зовут, он говорит, Хусен. Я говорю, ты то Валера, то Хусен, кто ты? А он как-то какие-то доводы приводил там, почему он принял христианство, узрел в этом истину. Он столько, это даже это пересказывать, честно говоря, просто терять времени. Это вообще не без разницы, какие там доводы у него. Это его там, его, у него в голове, и даже знать не хочу, какие бы там доводы у него не были. Христианин не христианин, молодец, только что он. Не, доводы у него простые были, он пошел туда, его там накормили. Там он там рассказывал всякую ересь. Да, Святой какая Дух, ересь? там чего-то. Основной посыл там был, что его там накормили. Не, это я не знаю, просто он стирал мне вот это, то ты не знаешь, ты не понимаешь. Я говорю, слушай, оставь меня в покое, говорю, я не хочу это слышать. Мне интересно, у меня, говорю, вот христиан вокруг меня, один вагон, две тачки, они же меня не грузят этим христианством. Что ты меня грузишь? Парма, я забыл, они там так несколько дней назад говорили, вот кто же эту Парму-то успокоит? Во-во-во, кто же, говорит, его там выцепить, говорит, молотком ему хорошенько, говорит, даст, как Тумсо. Эти тоже слова простреливали. Кто-то там... Да, Тумсо там с детским молотком загневался в сказку. Генасом, просто я говорю, что там о тебе вспоминают. Со свистеть еще молоток, я ерсига фигурировал там. Сели на него и проснулся от ударов. Достойный поднять. Как они поднимут его? Поэтому хотел сказать, что о тебе не забывают. Нет, так о тебе вспоминают частенько. Кто-то обязательно должен зайти и об этом начать говорить. Но, естественно, все с тобой спорили, ты всех выключал, сказать не давал, ты набрался верхушек, в общем. Между собой такие обсуждения. Что у нас пословицы: того, кто не по зубам, едят сплетнями. Не, ну, конечно, весело. Да, мне вообще весело. Я им смысл жизни дал. Так мне, знаешь, что нравится, когда обсуждения между собой друг друга же подбадривают. Да, он ничего не знает, да, конечно. И каждый такой, да, он ничего не знает. И второй, да, конечно, он это там что-то там. Ты знаешь, что вот собрались и между собой, ты тут, как его, у русских был, ну, типа, анекдот там, зайцу люлей дал, медведь, заяц домой прибежал, стал, сел за стол, кулаком говорит, дал по столу, говорит, а нифига! Типа такого, знаешь, тебя нет, и там между собой все такие молодцы.
Ну, очень весело. In Noordse Dokboei Christian Dios. Bats Beach, bom. Wela, Beach, noqči, bat beach, tu. Ой, Гергер, Ногче дуй, будешь? товарищ сон. Пока Noqči, только вот это я нашел. видишь? Вот Цакала, такая. bat beach, гуава, noqči уали. Ülce, kamiošļās ginapsu, palmadīts ārš, noqči, duj galvā, duj trobats beach, duj Gerger, du šo galvā, du noqči, du trobats beach, du. Tvoja noqči dāc, ja galvā dāc. Šai gorda, šai bat beach, po šai ceļš, короче, аж bukuš. Я когда встречался в Лондоне с известным сепаратистом чеченским, Ахмедом Закаевым, я ему говорю, а как вы к Кадырову относитесь? К нынешнему президенту Чечни. Он говорит, Кадыров осуществил нашу мечту. Чечня уже суверенная республика, получающая огромные деньги из Москвы. Мы живем по своим чеченским законам, и при этом Путин нам не мешает, а дает денег. Это мечта Дудаева. Ja, Herkongi. Пока Изибет такая. Я хетён. И лет амован Закаев, мы живем по куда, ты в Англии, в Европе живешь, и да, царапуется, приготовил, я царку. Ну, он с ним общался же в конце, даже в 16-м году, в 15-м или 16-м он должен был как раз Вица Винаре на конференцию в Бельгию приехал. إبراهيم كريدي он. Ага, только... أصحابيش كي دايا يتنون هو التيمون. надо тихус. Бусулдина книжка железная, чувен. Срочно избавляйся. Да, жилет олец. Жилет моя этлышкоз. Эл. Дырк, дивичум. Можешь дагвече шунель. А вот это название бацбийцы, это они, это само название или так грузины их прозвали? Бацой будешь, так, бацбийцы в усарях. Но один ты ведь и цеять один лиц один шец. Христианский, а висонаш будешь. Война на Кавказе не может быть скоротечной, и ее фактически нельзя выиграть. Надо просто читать Грибоедова, Лермонтова, Льва Толстого, и тогда станет все ясно. Во-вторых, я считаю, что мы не можем допустить, чтобы в Россию плыли и ехали гробы, цинковые гробы с нашими детьми, с нашими братьями. Я против того, чтобы вводить войска на территорию и Грозного, и вводить войска в города и поселки Чеченской Республики. Я считаю, что необходимо осуществить очень жесткую блокаду с тем, чтобы бандитские формирования, вооруженные формирования были локализованы, и вот эта раковая опухоль бандитизма не распространялась на всю страну. Я за то, чтобы одновременно с блокадой проводить очень серьезные и жесткие переговоры с Дудаевым, чтобы избежать кровопролития и восстановить конституционную законность на территории Чечни. Не, это наоборот, где он нормально говорит еще в первую. Да. Потом их дальше. Не, вы же видели, Судакиолес про вторую войну в своем комментарии. Сейчас цензис, он кажется, удалите на эти. Да, и прям в преддверии. Ну, у нас где-то здесь это крутилось, даже что-то хочу публиковать. И находишь шума. Это хорошо. И шук все просто. Сейна уже пригодка. Панасенков, вот твой шук. Андрей,
Ума и Лариса. А приход вызов Панасенко. Латвия Дикхару. Почему нельзя кое-какие республики отделить? Они же хотят жить в духовности, вот и пусть. Что такого особенного может начаться? Чего они еще не несут массово в Россию? Теракты, бандитизм? Да, вы понимаете, почему нельзя отделить? Очень просто, потому что там не завтра, а к вечеру будет халифат. Там это здесь, в подбрюшье России и так далее. Поэтому нельзя. Поэтому надо мучиться, но не надо мучиться так дурью, как сейчас мучиться, кормить эти неблагодарные регионы, где полно живет дикарей. Не надо вооружать, не надо потакать. Надо учить их вести себя в Москве цивилизованно, и в Париже, и в Берлине. Я не знаю, образованием, воспитанием. Перестаньте, понимаете, вот такую первобытную агрессивность. Это не вызывает никакого неуважения, ничего. Ну, поймите, и начните изучать науку и искусство, и будьте благодарны к тем, кто подарил вам цивилизацию. Иначе он дикарь, а здесь потрясающие дома, свободные люди, наука, искусство, люди улыбаются, да, получают наслаждение от жизни, создают, а он бездарно ничего не может. Он ничего не может. Это ненависть, вы понимаете, ненависть ущербного. Гора, они эволюционно находятся очень-очень далеко от нас, эволюционно. И это надо понимать, поэтому надо дать кому-то возможность из варварского региона перебраться, жить в тот регион, который он любит, уважает, ценит, где он может реализовать свою жизнь лучше. Но что для этого нужно? Нужно, чтобы этот человек в своем варварском регионе обозначил свою жизненную позицию, что он против варварства, против дикарской древней религиозной мифологии, бредятины собачьей, которая консервирует развитие общества. Почему они в варварстве плохо живут? Почему они плохо живут? Почему они бегут в Европу? Потому что они не развиты, они в нищете. А почему они не развиты? Почему они в нищете? Почему они не изобрели электричество и машины, и самолеты? А потому что их сдерживало развитие религии. Понимаете? Вот все же понятно, да? А когда приезжают туда, где есть самолеты, электричество и прочее, они начинают наслаждать свою бредятину мифологическую, древнюю, которая как раз мешала им развиваться. Ну, это безумие, да? Ну, для них обман, это они этим живут. Ну, с одной стороны, конечно... По факту, вот. С одной стороны, конечно, это понятно, но с другой стороны, я мовлю, хочу чубех, Российской Федерации, у них, если нету вот этой вот бредятины, то они почему-то не могут без этой бредятины нормально, как белые люди, жить. И плюс всю эту бредятину, 1500 мечетей, все вот эти вот литературу, которую они нам впихивают, вот это хренлифат свой, хренофат, халифат, которого у нас вообще понятия не было, когда в начале демократические вот эти начинания были, мы от них хотели полностью отрезаться, да, вот в то время абсолютно вот этой халифатских каких-то идеологий, которые они уже их вот эти гебнюки нам насадили, да, после. То есть, как будто бы этот какой-то белый человек, мы сами по себе, к нам из России поступали тонны литературы вот этой гебнюковой. Мы сами по себе 1500 мечетей себе понастроили. И сейчас вот так сами себя радикализируем. А так, да, в принципе, то, что он говорит, вот эти идеологии, они сами как бы не дают развиваться, а потом, короче, развиваться, тогда бегут к эфирам, и там опять эти идеологии распространяют, которые опять тормозят развитие.
Это, да, правильно, но это как бы, кто бы говорил. Это не день. Хот бо бячун день дуку заявляем. Это Хейдерсон, он сказал, что эти горные люди эволюционировали в Арицу. Он сказал, что мы типа на предыдущей ступени эволюции. Не, он просто силу своей необразованности в этом плане, он посмотрел там религиозные какие-то дикари, понятно, короче. Но в целом 90% штук религиозные. Дикарь щук. Он, наверное, на них опирается, глядя. Сами по себе. 90%. И вы считаете на минуте 90%. 1500, знаешь, сами по себе выросли. Вы считаете, мой интерес, на церковь там удивляюсь. Где там вопрос был? Дикари швер, лезина, и подписывать я шмыл. В целом, да, он ошибается по поводу эволюции, потому что те же российские антропологи приводят данные о том, что мозг чеченцев самый объемный. Мозги вот сюда, они дикари. Пушкин описывает, держь. Избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом, Боже. На деревьях им будешь финно-угорские племена. Аска, я слышу, Аска, Цетилан, Шашашин, Цетилан, империя, Лязин, Петр, Суэт, не даюли, легкая история. До этого кто они были? Ханхуелла царь. На березовых берестах язык люлил гуш. Саша язык шакара куш яшсан, знак швитиш. Да, я кончается история придуманные истории. Абалабин иностранш с Европы, с немши язык истории. Ну, типа, они приобщились к Вечергаене, а мы как бы не приобщаемся никак, не становимся Богу. Типа Петро. Да какую могли они цивилизацию кому-то принести? Они до сих пор дикари, а от этих Москвы на 100 километров. Нет, они рассказывают, он типа европеец, Петро, цивилизованный человек. Русский был, Да примазаться один, ну, из к европейцам примазаться один. Ну да, он примазался, типа он взял эту европейскую культуру, цивилизованность, а мы никак это не берем в общую. Петро из-за религии, типа. Типа, двакие, что Петро, цивилизацию, шадек, пользоваться, но почему они сами не становятся цивилизованными и религиозными, бредующими? Дикаришли, пусть хаберка, нахизуш, лилшмух. Давай, цивилизация вон хайвач хай, мимо этих русских деревень, обход я шайенчик тардуэнис. Царнажим хачит не говорится. Цивилизация, да, Они живут в своих деревнях, а мы не живем. Мы везде, мы по телевизору, нас видно везде, он это не говорил бы, Не, сухиет, да, он сухиет чувство цивилизованно, как ждик дороться, разговор дать. Ну, чья бы не мычало, бог, там дух дать, цинче до миллионами на обу, короче, на уровне животных инстинктов, аж, ну, и калыгу, камал, айлан, шишахы, чампы, кадюне, виш, дочь. Ну, дик дух и воен сагатняш, бог. Воен сагатняш, дик дух воен цивилизованный, дух воен долдяш. А раз ты пускай там не было больше, чем я конца ела, пусть исчезну. И мода диез, и движение, потом после этого движения
Вот эта молитва, и шадик, и аттаят, и суннат, что описано в хадисах. Хаяц анден. В Бухаре всегда описано, думаешь, там и движение шамя всегда описаны. Ну, там есть, там, да, в Бухаре он всегда написано, он что в Коране нету, это в Бухаре, да, он есть. Да, вот в Коране единственное есть: совершайте молитву, поклоняясь, сгибаясь, алышду, и совершайте коллективную пятничную молитву. Все, за подробности молитва, намаз, слово, да. В хадисах и мухарду описаны халярсун, к примеру, по поводу аттахият. Пеймаран салам лушмадуцижа, и мудицам пеймару. Типа, садитесь вот так и давайте мне салам, или вот так-то читал пророк молитву и сам себе салам давал. Аюхан наби ва рахматуллахи ва баракатуху, Бог. Ну, это разбирали уже там позже Язимады, получается, когда Бухари это описывал. Ну, есть ли такие хадисы, Через Баас? 200 лет. Через Ну, 200 лет. У Бухари там есть, там Бухари где-то Язим, да, он всегда. هل أعرف حقيقة حديثة حرمة Бухари. ديكو والله خيش والله. А вот навижу, он там всю ночь работает. Бухари, он там, Бухари, да, он. Сахих Бухари, всегда, да, он написывает. Понял.